Глава 7. Трудное рождение степной трилогии. Эпиграфы. С мертвой точки можно сдвинуться, только опубликовав всю большую книгу в 3 частях. В этом я вижу значение моей жизни. Лев Гумилев. Семейное положение? Нет. Из личного листка ЛН, 1960 год. Глава 7. 1. На воле. Согласно личному листку по учету кадров, заполненному почти каллиграфическим почерком ЛН в 1960 году в ЛГУ, начиная с октября 1956 года, Гумилев был принят на ставку лаборанта в Эрмитаж. В это время он так интенсивно работает, что через некоторое время от переутомления попадает в больницу, о чем сообщил своему другу Савицкому. «Сильно заболел, и пишу это письмо в больнице. Я, очевидно, надорвался». Примечание. Письмо Гумилева Савицкому, 8 ноября 1958 года. Конец примечания. В 1957 году он впервые в своей жизни получил свою комнату. Надо думать об обстановке ее и необходимых хозяйственных предметах, вроде ложек и тарелок. Надо ходить в лавку за продуктами и стряпать ужин. Я все это умею, но все-таки это дело женское, писал он в марте Савицкому. Примечание. Письмо Гумилева Савицкому, 28 марта 1957 года. Конец примечания. Но он одинок, и совет Савицкого «род должен быть продолжен», такова моя мысль, так и остался без ответа. Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву, 23 декабря 1956 года. После расставания с так называемой «птицей» Лев Николаевич недолго был один. В Эрмитаже в 1957 году он познакомился с аристократической красавицей-искусствоведом Инной Сергеевной Немиловой, 1922-1982 годы. Это был невероятный мезальянс. Стройная, утонченная прима Советского музея, она была хранителем французской живописи, и невысокий, крепкого сложения лаборант из бывших зэков. И снова лишь связь, и отказ от брака и детей со стороны женщины. Она осталась в своей семье. Ее мужем был крупный историк-медиевист Немилов, 1923-2002 годы. Красивый и тяжелый роман длился около 9 лет и окончился резко. Лев Николаевич счел, что эта женщина была к нему специально подведена. Окончательную точку в их отношениях поставили смерть Ахматовой и судебные тяжбы за ее литературное наследие. Последующая карьера Немиловой была весьма успешна. Публикации и книги, встречи иностранных делегаций и командировки за рубеж. В памяти Льва Николаевича музейная красавица запечатлелась как Далила. Называя ее так, он, по-видимому, подразумевал второй смысл. Конец примечания. Замыслы его грандиозны, но научный багаж формально ничтожен. В 1960 году у ЛН было опубликовано всего 6 небольших статей, к тому же довольно мелкотемных. Примечание. Личное дело Льва Николаевича Гумилева, ЛГУ. Конец примечания. О 7-й, Хунну, рукой ЛН записано, что она печатается. 1956 год. В одном из самых первых писем Савицкому ЛН сообщал: «Я не решаюсь послать вам свое основное сочинение «Историю Срединной Азии» в связи с историей сопредельных стран с III века до нашей эры по X век нашей эры, потому что не считаю имеющийся у меня вариант окончательным, ибо большая часть его написана за минувшие 4 года,
и вы легко можете догадаться, что мне была доступна литература только на русском языке. Примечание. Письмо Гумилева Савицкому, 18 ноября 1956 года. Конец примечания. Он отправил тогда в Прагу тезисы своей кандидатской и статью по теме дипломной работы. Но сделано было в тех адских условиях до 1956 года очень немало. Первый и третий тома истории Срединной Азии готовы соответственно на 75% и 40%. Это оценка самого Л.Н. на декабрь 1956 года, то есть через считанные месяцы после освобождения. Второй том он планировал закончить к весне. 1957 год. Большая радость. Л.Н. получил предложение об издании своих работ. Он представил две книги: «Историю Хунну с древнейших времен до V века нашей эры» и «Историю первого тюркского каганата VI-VII века», каждая объемом около 20 печатных листов. Примечание. Письмо Гумилева Савицкому, 7 июля 1957 года. Конец примечания. Здесь неминуемо Л.Н. пришел к евразийству. 3 тома истории Срединной Азии были посвящены истокам Евразии, поискам трудно складывающегося ее единства. Значительно позже, в 1991 году, он писал, что за обозримый исторический срок Евразия объединялась 4 раза. Поначалу ее на короткое время объединяли гунны, потом тюрки, создавшие свой каганат от Желтого до Черного моря. В 3-й раз континент объединяли монголы под главенством Чингисхана. После битвы при Калке монголы поняли, что им надо или мириться с Россией, или завоевывать ее. Они склонялись к 3-му решению. Россия вошла в единый улус на равных правах с монголами. Монголы были рады, что Древняя Русь служит буфером между ними и европейскими народами. Татары брали очень небольшую дань на содержание войска, которое защищало Россию от западных соседей. 4-м объединением Евразия обязана русским, которые, дойдя до берегов Тихого океана и объединив большую часть Евразийского континента, за исключением Монголии и Восточного Туркестана, продлили тем самым традицию монголов. Они опять сделали из Евразии очень сильную страну и сами стали самостоятельной и весьма развитой культурой. Примечание. Гумилев. В Горбачеве я вижу Августа. Союз. Номер 18. Май 1991 года. Конец примечания. Повторяю, что это было сказано в 1991 году. Давно уже вышли тома степной трилогии, каждый из которых рассказывал об одном из объединений Евразии. В печати находилось уже и важное дополнение к ней, по сути 4-й ее том, «От Руси до России». А в ту пору у Л.Н. была лишь схема и так называемые заготовки. Удивительное дело. Практически не зная евразийцев, прочитав лишь пару их работ, Л.Н. интуитивно вышел на ту сверхзадачу истории, которую отцы евразийства формулировали еще в 20-30-х годах. Особого рода системой является история России, писал тогда Савицкий. Примечание. Савицкий в борьбе за евразийство. В сборнике «30-е годы. Утверждение евразийцев». Книга 7, 1931 год, страница 19. Конец примечания. Ту же мысль более подробно сформулировал Вернадский. «Евразия», — писал он, — «есть область действия русского исторического процесса, русское историческое месторазвитие. Русская историческая наука
должна овладеть историей этого места развития также и в более ранних эпохах, в течение которых Россия еще не охватывала целиком географической Евразии, для того, чтобы правильно понять развертывание русского исторического процесса. Примечание. Вернадский. Начертание русской истории. Часть 1. Прага, 1927 год. Конец примечания. Именно об этом многократно писал впоследствии и Лев Гумилев. Огромная территория Евразийской степи все еще ждет своего исследователя. Особенно это касается периода до появления на исторической арене Чингисхана, когда в Центральноазиатской степи сложились и погибли два замечательных народа – хунны и древние тюрки, а также много других, не успевших прославить свои имена. Примечание. Гумилев. Древние тюрки. Москва. 1993 год. Страница 4. Конец примечания. Было ясно, что необходимо как можно больше использовать богатое наследие евразийцев. Но как? Ни Савицкого, ни Георгия Вернадского, ни евразийских сборников, рассказывает сам Л.Н., в библиотеках в те сталинские годы, конечно, не было. Правда, в экземпляре книги Толля, который мне попался, было приложение, статья Савицкого о задачах кочевниковедения, почему скифы и гунны должны быть интересны для русского. Примечание. Речь идет о книге Толля «Скифы и гунны». Прага, 1927 год. Конец примечания. Поэтому я вынужден был соображать сам и доходить до многого, так сказать, своим умом. Впоследствии, когда эмигрантская литература стала более доступной, я прочитал работы князя Трубецкого. Примечание. Социум, 1992 год, номер 9, страницы 80-81. Конец примечания. Необходимо заметить, что Лев Николаевич не только прочитал его работы, но и написал солидную обобщающую статью «Историко-философские сочинения князя Трубецкого. Заметки последнего евразийца». Она очень долго лежала в разных редакциях, пока не вышла в сборнике трудов Трубецкого, появившегося в 1995 году в издательстве «Прогресс» под названием «История, культура, язык». В одном из самых последних в жизни интервью Л.Н. вспоминал, что первой прочитанной им евразийской книгой было историческое исследование Хара Давана «Чингисхан как полководец и его наследие. Культурно-исторический очерк Монгольской империи XII-XIV веков», появившееся в Белграде в 1929 году. Примечание. Социум, 1992 год, номер 9, страница 80. Конец примечания. Кто такой Хара Даван? Почему его книгу можно было прочитать в СССР, а так называемые классики евразийства были табуированы? Ответу на первый вопрос будет посвящен следующий параграф, а сейчас задумаемся, где и когда Гумилев мог читать белградское издание? Дело, видимо, в том, что в 20-х годах еще кое-что из запретных книг все-таки по недосмотру доходило до наших библиотек. Зайдя в библиотеку Географического общества СССР, Л.Н. мог бы найти там даже оттиски двух статей, так сказать, криминального Савицкого с дарственной надписью, присланные из Праги в 20-х годах. Возможно, белградская книга могла дойти до СССР подобным же образом. Неясно, когда Л.Н. увидел книгу Хара Давана. Так, в письме от 1965 года Савицкий рекомендует Л.Н. познакомиться с этой работой. Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву, 17 декабря 1965 года. Конец примечания.
Неизвестно, что ответил на это предложение Л.Н. Глава 7. 2. Кто такой Хара Даван? Вернемся к белградской книге, изданной там на русском языке на средства автора. Оказалось, что Хара Даван очень интересный человек и весьма самобытный автор. Родился он в 1883 году в Кочевье, в центральной части калмыцкой степи, у бедного калмыка Давы, которого за смуглость прозвали Хара, черный. Если коротко ознакомиться с изгибами его судьбы, предстает такая одиссея перемещений и взлетов, которая нацело разбивает стереотип «Царская Россия – тюрьма народов», разбивает неоднократно и убедительно. Родители Эржен-Жена были бедны. Отец, не имевший достаточного количества скота, чтобы прокормить семью, был вынужден постоянно работать по найму. Примечание. Бурчинова. Послесловие к книге Хара Даван «Чингисхан как полководец и его наследие». Элиста. 1991 год. Страница 212. Конец примечания. Тем не менее, маленький Эренжен учился в улусской школе на общественные средства, а потом, поскольку оказался способным, был отправлен в Астрахань, бывшую тогда административным центром Калмыкии. Летом на каникулах он с товарищами едет в Сарепту, поближе к дому. Примечание. Сарепта. Колония, основана немецкими колонистами в устье реки Сарпа, притока Волги. С 1920 года Красноармейск, в 1931 году включена в городскую черту Сталинграда. Конец примечания. Узнав, что туда приезжают профессора из Петербурга и Хельсинки, собирающие народные мелодии, Эренжен начинает и сам собирать их. Следующий шаг вверх был сделан в 1908 году в Петербурге, где он поступил в военно-медицинскую академию. Примечание. Другим вариантом для способных калмыков была духовная резиденция Далай-ламы в Тибете. Конец примечания. Калмыков, учившихся в учебных заведениях России, было совсем немного. Двое, друзья Эренжена, на юридическом факультете Петербургского университета, а один на Восточном. Примечание. Бурчинова. Послесловие к книге Хара Даван «Чингисхан как полководец и его наследие». Элиста, 1991 год, страница 213. Конец примечания. Но не только с ними встречался в северной столице юноша. Идея национального возрождения, объединившая студентов-калмыков, находила понимание и у петербургских ученых-востоковедов. Недавно выяснилась интересная деталь. Хара Даван успел побывать и студентом Тартусского университета. Примечание. Исаков. Русские в Эстонии. 1918-1940 годы. Тарту. 1996 год. Страница 129. Конец примечания. Тюрьма народов, кажется, была не совсем тюрьмой. 1917 год. Хара Даван встречал в Царицыне, а затем на калмыцкой секции исполкома Астраханского губсовета его избрали председателем, то есть человеком номер один в Калмыкии. Сын бедного калмыка, получивший диплом престижной военно-медицинской академии, в Петрограде стал другим человеком. В 1918 году на русско-калмыцком съезде он высказался против экспроприации скота у зажиточных хозяев, против социализации земли. Плюрализм, как легко понять, в ту пору не поощрялся. Астраханский губисполком решил не предоставлять автономии такой Калмыкии. Она получила ее лишь в 1920 году. Ну а председатель калмыцкой секции
эмигрирует из России с остатками Белой армии. Судьба бросает его в Прагу. Очаг евразийства. Бросает потому, что в столице Чехословакии обосновалась калмыцкая организация научных работников. Сюда же попали и его друзья-калмыки по обучению в Петербурге, юристы и востоковед. В биографии нет каких-либо указаний на встречи Хара Давана с так называемыми классиками евразийства, но библиография в его книге содержит имена Савицкого и Вернадского. Еще доказательнее говорит о хорошем знакомстве с ними, не так уж важно, очном или заочном, сама направленность книги, все ее содержание. Личная судьба Хара Давана складывается после этого достаточно грустно. В 1929 году он переезжает в другой центр русской эмиграции, Белград. Участвует в создании первого буддийского храма в Западной Европе, готовится к отъезду в Америку. В степи Северной Мексики или Техаса, тянет его в степи, жива память о родной Калмыкии, но сначала этому препятствует начало мировой войны, а в 1942 году Хара Даван умирает. Надо думать, что жизнь калмыцкой эмиграции была еще труднее, чем многочисленной русской. Неустроенность, нищета, разнобой в оценках того, что происходило на родине. В этих условиях естественной была попытка верхушки калмыков на Западе, а Эренжен, доктор наук, разобраться, что же произошло, где корни истории калмыков и вообще, к чему надо стремиться. Задача очень нелегкая. Ответы на эти вопросы Хара Даван попытался дать в книге, посвященной истории Монгольской империи и Чингисхану, 700-летие со дня смерти которого приходилось на 1927 год. Этой историей в России занимались давно. В 1826 году Академия наук поставила задачу проанализировать, какие последствия произвело господство монголов в России, но к намеченному сроку поступило лишь одно сочинение, и то на немецком языке. Попытка была повторена в 1832 году, опять в Академию поступила всего одна работа, и тоже на немецком, не получившая премии. Примечание. Вернадский. Монгольское иго в русской истории. В сборнике «Русский узел евразийства». Москва, 1997 год, страницы 250-251. Конец примечания. В условиях эмиграции, на чужбине, калмык, получивший хорошее, но отнюдь не историческое образование в России, пытается разобраться в истории и не с узких калмыцких позиций, а с куда более широких российских. «Познай самого себя и будь самим собой», пишет Хара Даван. Вот лозунги, которыми мы должны руководствоваться после неудачных копирований духовной культуры Европы, приведших в тупик Россию теперь, начиная с Петра I до наших дней. Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. Белград, 1929 год, страница 9. Конец примечания. Заметим, что мы, взгляд никоим образом не узконациональный, а «познай самого себя» взято у евразийцев, хотя и не они первые сформулировали это как жизненную позицию человека или этноса. Думаю, что Хара Даван нашел ее в тех же трудах евразийцев, на которые мы ссылались. Сказанное может навести на мысль о некой вторичности книги Хара Давана, тем более что программная статья князя Трубецкого «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с запада, а с востока» вышла в 1925 году, то есть 4 годами раньше. Но ведь истинным взглядом с востока была именно работа Хара Давана. Это подчеркивали и сами евразийцы. Савицкий отмечал совершенно особый характер
придает повествованию тот факт, что автор непосредственным, бытовым образом знаком с жизнью кочевников. Это позволяет ему в ряде случаев прийти к ценным и убедительным выводам. Примечание. Горизонтов. Евразийство. 1921-1931 годы. Взгляд изнутри. Славяноведение. 1992 год, номер 4, страница 100. Конец примечания. Книга Хара Давана многократно цитировалась и Вернадским, в частности в его капитальной работе, вышедшей в США в 1953 году. Примечание. Вернадской «Монголы и Русь». Тверь, Москва, 1997 год. Конец примечания. Более того, даже в статье 1966 года он замечал, что из обширной литературы о Чингисхане и Монгольской империи может указать только книгу калмыка доктора Эренжена Хара Давана. Примечание. Вернадской. Исторические основы русско-калмыцких отношений. Калмыцко-ойордский сборник. Филадельфия, 1966 год, страница 36. Конец примечания. Хара Даван писал, конечно, под воздействием евразийцев, но у него был и свой взгляд, и свои знания, что позволило создать очень яркое и самобытное произведение. Примечание. В 10-м выпуске Евразийской хроники, 1928 год, была напечатана его статья «Евразийство с точки зрения монгола». Конец примечания. Вот его основные идеи. Величие Азии. Колыбель бесчисленных народов и племен, родина кровавых завоевателей, источник мифов и легенд, мать всех религий, почва, питающая около миллиарда, в 1929 году, человеческих существ. Такова Азия. Примечание. Хара Даван. Чингисхан. Как полководец и его наследие. Белград, 1929 год, страница 11. Конец примечания. Величие Монгольской империи. Только мировая монгольская экспансия быстро охватывает всю Азию, за исключением Японии, Индостана и Аравии, перебрасывается в Европу и сокрушающим натиском монгольской конницы докатывается до Адриатического моря. Так образуется Великая Монгольская империя от устьев Дуная, границ Венгрии, Польши и Великого Новгорода до Тихого океана и от Ледовитого океана до Адриатического моря, Аравийской пустыни, Гималаев и гор Индии. Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. Белград, 1929 год, страница 12. Конец примечания. Величие личности Чингисхана. С кем сравнить Чингисхана? Спрашивает Хара Даван. С Наполеоном? Да, но тот одну армию бросил на произвол судьбы в Египте, остатки другой покинул в снегах России. Его империя пала еще при его жизни. Сравнить с великим Александром Македонским? Да, оба завоевателя умерли на вершине своей славы, и имена их живут до сих пор в легендах народов Азии. Но события, наступившие после смерти, сравнения уже не выдерживают. Тотчас после кончины Александра полководцы его вступают в борьбу между собой за обладание его царством, из которого его сын принужден бежать. Между тем сын Чингисхана без всякого протеста вступил в управление его империей от Армении до Кореи и от Египта до Волги, а его внук царствовал над половиной света. Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. Белград, 1929 год, страница 17-18. Конец примечания. Апологетика? И да, и нет.
Нет, потому что так думал отнюдь не один калмыцкий ученый в Праге. В 30-х годах, то есть после него, Джавахарлал Неру оценивал так. Чингис, без сомнения, был величайшим военным гением и вождем в истории. Александр Македонский и Цезарь кажутся незначительными в сравнении с ним. Примечание. Кожинов. Византийское и монгольское наследство в судьбе России. Российский обозреватель, 1996 год, номер 3, страница 108. Конец примечания. Савицкий писал о памяти великого и сурового отца нашего Чингисхана. Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву, 12 января 1958 года. Конец примечания. Более того, у него есть и почти дословное совпадение с Харадаваном. Разрешите мне еще раз одно сравнение с Европой. В сопоставлении с Чингисханом Наполеон не более как мелкотравчатое и неудачливое его подобие, к тому же на 6 веков позднее. Примечание. Владимирцев, Чингисхан, Петербург, 1912 год. Конец примечания. Мировое господство. Вместо гибельных усобиц мелких племен между собой, Чингисхан внушил объединенному им народу идею всемирного владычества. Его жизнь была неизменно подчинена одной этой цели. Добавим, что вышедшая в Лондоне за год до книги Харадавана работа Гарольда Лема называлась «Чингисхан – император всего человечества». Пока речь шла о фактах, расхождений между Харадаваном и евразийцами почти нет. Кое-что они даже впервые увидели у него, например, портрет Чингисхана, опубликованный в его книге. Этот портрет из императорского дворца в Пекине до той поры был неизвестен евразийцам. Когда же речь заходит об оценочных моментах, легко обнаруживаются разные подходы. И не только с евразийцами. Согласно мнению Владимирцева, герой Харадавана – гениальный дикарь. Примечание. Владимирцев, Чингисхан, Петербург, 1912 год. Конец примечания. Вернадский отмечает, что в некоторых отношениях великий завоеватель был еще более примитивным и диким, чем его помощники. Примечание. Вернадский, Монголы и Русь. Тверь, Москва, 1997 год, страница 51. Конец примечания. Правда, позднее он изменил эту оценку. Харадаван идеализировал и романтизировал своего героя, утверждая, что добродетели, которые тот ценил и поощрял, были верность, преданность и стойкость, а пороки, которые особенно преследовал у своих подчиненных, измена, предательство и трусость. К подобным же передержкам следует отнести и утверждение калмыцкого ученого, что задачей Чингисхана было создание из всей азиатской державы посредницы между цивилизациями Востока и Запада. Примечание. Харадаван, Чингисхан как полководец и его наследие. Белград, 1929 год, страницы 57-58. Конец примечания. Что же касается разрушения цветущих городов и оазисов, гибели сотен тысяч людей на подчиненных землях, то по Харадавану производились они только во время войны и вызывались военной необходимостью, как она в те времена понималась. Примечание. Харадаван, Чингисхан как полководец и его наследие. Белград, 1929 год, страница 59. Конец примечания. По Вернадскому, жертвами этой, так сказать, военной необходимости были несколько миллионов человек. Примечание. Вернадский, Монголы и Русь. Тверь, Москва, 1997 год, страница 10.
Конец примечания. Не обошел своим вниманием Хара Даван вопроса о влиянии монгольского нашествия на Русь. Здесь позиции Хара Давана практически идентичны с евразийцами. Московская Русь была лишь небольшой провинцией Великой Монгольской империи, составляла только малую часть улуса Джучи, который сам являлся одной из 4 крупных составных частей Чингисовой империи. Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. Белград, 1929 год, страница 18. Конец примечания. Подобная мысль высказывалась и Вернадским. Примечание. Вернадский. Монгольское иго в русской истории. В сборнике «Русский узел евразийства». Москва, 1997 год, страница 258. Конец примечания. Хара Даван утверждал, что до прихода монголов многочисленные русские княжества фактически не составляли единого государства. Благодаря монгольскому владычеству эти княжества были слиты воедино, образовав сначала Московское царство, а затем Российскую империю. Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. Белград, 1929 год, страница 181. Конец примечания. Трубецкой подчеркивал малость Киевской Руси, площадь которой не составляла и 20-й доли общей площади той России, в которой родились все мы. Он полагал, что Киевская Русь была нежизнеспособна, а всякий нежизнеспособный организм разлагается. Примечание. Трубецкой. Наследие Чингисхана. В книге Трубецкой «История, культура, язык». Москва, 1997 год. Страницы 211-212. Конец примечания. Если подбор высказываний в защиту восточных позиций Хара Давана может показаться тенденциозным, все же они евразийцы, то обратимся к такому историку, которого никак не заподозрить в евразийстве, Милюкову. В лесной области России, писал он, тоже нашествие совпало с началом конструктивного периода и, несомненно, оказало влияние на возникновение новой формы русской государственности. Примечание. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Москва. Прогресс. Культура. 1993 год. Страница 377. Конец примечания. А вот мнение современного турецкого историка, профессора Анкарского университета Айдина Яльчина. Под защитой Золотой Орды, распавшейся после Батыя, Московское княжество укрепилось и в 1552-1556 годах разбило своего противника Казанское ханство, положив тем самым конец татаро-монгольскому владычеству, просуществовавшему в этой части страны более 300 лет. Примечание. Панорам Форум, 1997 год, номер 1, страница 128. Конец примечания. Согласно мнению Хара Давана, политика монголов при Чингисхане и после дала покоренной ими стране основные элементы будущей московской государственности – самодержавие, централизм, крепостничество. Она дала и ямскую повинность населения, улучшив связи между районами страны, создание почтовых трактов, дала общую перепись населения в фискальных целях и единое платное обложение, установила общую для всех русских областей монету, серебряный рубль, разделенный на 216 копеек. Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. Белград, 1929 год, страницы 182-183. Конец примечания. Хара Даван отмечал, что именно поэтому монгольские слова «казна», «алтын», «таможня», «ямщик», «ямской» и поныне остались в русском языке. Примечание. По словарю Даля
200 слов обиходной русской речи монгольского происхождения. Конец примечания. Анализируя влияние Золотой Орды на возвышение Москвы, автор опирался на классиков русской истории, на Ключевского и Платонова. При этом он выделял помощь золотоордынских ханов московским князьям. Местному главному князю подчинялись остальные князья, что и обеспечивало все управление. Конечно, из местных ставился во главе более лояльный. Таковыми как раз оказались московские князья, начиная с Ивана Калиты. Московские великие князья действовали дипломатией и смиренной мудростью, по Ключевскому, а тверские пытались отстоять свою независимость силой оружия. Примечание. Хара Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. Белград, 1929 год. Страница 183. Конец примечания. Глава 7. 3. Время действия. 1957-1960 годы. Эпиграфы. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Псалтирь. Для души весь смысл существования заключается в истории. Тойнби. Место действия Ленинград, точнее коммуналка на Московском проспекте 195, квартира 218, комната меньше 20 метров, заваленная книгами и бумагами. Идет интенсивнейшая, изнурительная работа над кочевниковедческой трилогией. Вспомните слова из писем «заболел», «надорвался» и так далее. Материальное положение остается сложным. В 1959 году он еще получал от АА деньги из Москвы, где ей платили за переводы. Л.Н. сообщал в Прагу, что он в цейтноте, поскольку рукопись Хунну скоро надо было сдавать в издательство. Несмотря на это, он нет-нет, да и задумывался о герое будущей третьей книги, о Чингисхане. Судя по письму к Савицкому 1957 года, Л.Н. уже кое-что прочитал у евразийцев. Брошюру Георгия Владимировича, писал Гумилев, я получил одновременно с письмом и прочел с огромным удовольствием. Вывод его не только правилен, но и весьма плодотворен. Чингис действовал не по обычаям, а вопреки. Примечание. Письмо Гумилева Савицкому, 25 февраля 1957 года. Конец примечания. Легко, так сказать, вычислить по письмам из Праги, что речь идет о брошюре Вернадского, о составе Великой Ясы Чингисхана, появившейся в Брюсселе в 1939 году. Несколько ранее он писал Савицкому о Чингисхане, что история его возвышения требует специального исследования, которое еще не сделано. Гумилев признавался, что несколько раз менял свой взгляд на эту эпоху и, наконец, добился некоторого приближения, но все-таки еще не был удовлетворен результатом. Он полагал, что изучать эпоху Чингиса надо с хуннов через тюрок и киданий. «Надеюсь», — писал Л.Н., «что когда я закончу мою историю и продвину ее до начала XIII века, ибо я достал источник и по этой эпохе, будет создан фундамент для построения истории возвышения Чингиса». Примечание. Письмо Гумилева Савицкому, 23 января 1957 года. Конец примечания. Но до этого еще далеко. Пока все мысли заняты хуннами. Вот хроника событий по письмам Л.Н. к Савицкому.
В феврале 1959 года Гумилев замечает: «Надеюсь, что первая часть моей кочевнической трилогии оправдает меня в ваших глазах. Мне хочется, — пишет Л.Н. через 3 месяца, — поднять историю кочевников и их культуру, как в XV веке гуманисты подняли забытую культуру Эллады, а потом археологи воскресили Вавилон и Шумер». В октябре Л.Н. писал Савицкому: «Хунны наконец-то двинулись в поход. Сейчас идет редакционная подготовка, а в начале года есть надежда увидеть их на столе. Но вся третья часть, со 2 по 5 век, отложена». Примечание. Имеется в виду не вошедшие в книгу Хунну главы, которые гораздо позже, в 1974 году, составили особую книгу «Хунны в Китае». Конец примечания. В следующем месяце Л.Н. пишет другу торжествующе: «Все мои помыслы прикованы к хуннам, снова прорвавшимся на свет. Они выходят. Тьфу, чтоб не сглазить». Примечание. Письма Гумилева Савицкому 1959 года. От 27 февраля, мая, 8 октября, 22 ноября. Конец примечания. Радость была, правда, немножко преждевременной. Лишь в апреле 1960 года Гумилев торжествует по-настоящему. «Тронулся лед. Хунну уже набраны и отпечатаны, на днях выйдут в свет». Примечание. Письмо Гумилева Савицкому, 16 апреля 1960 года. Конец примечания. Л.Н. уже может себе позволить переключиться на вторую часть трилогии, на древних тюрок, так как многое из старых заготовок уже не удовлетворяло. Как и раньше, он вживается в героев своих книг. Мне хочется оторваться от гипноза китайских летописцев и читать источник глазами тюрка, а не китайца, сообщает он своему пражскому другу и коллеге. Примечание. Письмо Гумилева Савицкому, 28 января 1960 года. Конец примечания. Л.Н. считал, что такой подход вообще типичен для лучших историков русской школы, которые настолько сроднились с Центральной Азией, что научились смотреть на ее историю раскосыми и жадными глазами степняков. Примечание. Гумилев. Древние тюрки. Москва, 1993 год. Страница 93. Конец примечания. Савицкий подбадривал Л.Н. из Праги, но ему самому приходилось нелегко. Когда он вернулся в Прагу, коммунистическая Чехословакия приняла его негостеприимно. Власти отказались дать ему какое-нибудь место по учебно-педагогической части и таким образом использовать его таланты и знания. Савицкий в сентябре 1959 года сообщал Л.Н.: «Я все делаю собственноручно в труднейшей обстановке сверхперегрузки. Снискиваю пропитание для 5, а вскоре, будем надеяться, и для 6, по линии дедушки, так сказать». Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву от 21 сентября 1959 года. Конец примечания. Ему пришлось заняться плохо оплачиваемой, непостоянной работой, главным образом переводами с чешского языка на русский, книг, журнальных статей на исторические, литературные и экономические темы. В этой работе часто бывали перерывы. Жилось ему трудно. В октябре 1969 года Петра Николаевича постиг тяжелый удар судьбы. Скончалась от рака легких горячо любимая жена. До своей болезни она помогала в его работах.
По возвращении в Прагу из советской ссылки Савицкий возобновил переписку со своими друзьями в Европе и Америке. Это обстоятельство не нравилось властям. Особенно их раздражало издание в 1960 году во Франции стихов Востокова. Раскрыть псевдоним чешским спецслужбам, конечно, не составляло особого труда. В мае 1961 года Савицкого арестовали и заключили в тюрьму. Но случилось так, что в следующем году впал в немилость министр внутренних дел ЧССР, санкционировавший арест П.Н., и многие пострадавшие при нем лица были амнистированы. Примечание. Из некролога о Савицком 1895-1968 годы, написанного Вернадским. Конец примечания. В их числе был и Савицкий. По другой версии, решающую роль в его освобождении сыграло обращение Бертрана Рассела, по третьей – вмешательство посольства СССР. Меня очень заинтересовал вопрос, в чем же криминальность стихов Савицкого. Моему сыну в библиотеке Прусского культурного сообщества в Берлине удалось найти солидную, в 293 страницы, книгу Востокова «Стихи» с предисловием Николая Оцупа 1894-1958 годы. Какие удивительные пересечения организует, так сказать, история. Оцуп – член цеха поэтов, хороший знакомый Николая Гумилева. Интересно, знал ли он, что П. Востоков, П. Савицкий, знаком с сыном Николая Степановича? Что же касается самих стихов, то в предисловии о них сказано следующее. Некрасов и Блок стонут, говоря о России. Многие другие любят ее, проклиная, бичуя. У Востокова любовь подвижника, праведника. Он все простил не только за себя, но и за всех. Здесь нет благодушия, есть глубина христианского жизнеутверждения. Ни проклятий, ни жалоб. Какой это урок! Примечание. Востоков. Стихи. Париж. 1960 год. Страницы 8-9. Конец примечания. Это раскрывается и в стихах, и в редких примечаниях автора к ним, такого, например, типа. 1946 год. Сложено на лесоповале. Меня направили на лесоповал. Перенес это с бодростью, сдружился с ребятами-лесорубами. Это почти сплошь были урки, уголовники. Работали ребята замечательно. Любили слушать мои рассказы. Примечание. Востоков. Стихи. Париж. 1960 год. Страница 36. В стихах Савицкий передает свои ощущения лагерной жизни и окружающей природы. Так, в одном из стихотворений 1947 года есть такие строки. «Но знаю, Русь, ты устоишь. Так помоги же мне в боренье, душе моей дай свет и тишь, дай твой закал, твое терпенье». А вот из стихотворения «Небо Мордовии», написанного в том же году в мордовском лагере. В Европе нет таких закатов, и нет таких небес в Стамбуле. Палитры Рубенса богаче, цвета то на твоей лазури. В стихотворении «Мудрецы» 1948 года Савицкий так описывает солагерников. «Медведь не моется, и век здоров бывает. Так мудрецы бараков говорят, и серый прах их лица покрывает, но весело горит их дерзновенный взгляд». При всем ужасе лагеря не надо думать о какой-то полной изоляции Савицкого в мордлаге.
находились люди, информировавшие его о том, что происходило, так сказать, на воле, и посылавшие ему книги. Так, в мае 1948 года П. Востоков пишет стихотворение «Другу незримому», посвященное памяти академика Прянишникова, знаменитого агрохимика. Оказывается, тот много писал и помогал Савицкому в самые трудные годы. В примечаниях к стихотворению сказано: «Не боялся, как не боялись и многие другие русские люди, в том числе и выдающиеся ученые». Примечание Востоков, стихи, Париж, 1960 год, страница 85, конец примечания. У Савицкого даже хватало сил подбадривать других. Так, в стихотворении «Другу-историку», явно солагернику, он пишет: «Мужайтесь, друг, придет иное время, жены и детей увидите лицо, неволи злой навек исчезнет бремя, работы творческой сомкните вновь кольцо». В лагере в 1948-1950 годах он пишет стихи, посвященные великой княгине Ольге, Агапиту, основоположнику русской медицины, жившему в XI веке, Петру, царевичу Ордынскому, Андрею Боголюбскому. Эти темы переходят весьма органично во второй раздел сборника «Образы Руси древней», включающий, например, такие стихотворения: «Житие Сергия Радонежского», «Царь Федор Иоанныч», «Икона», «Конный бой». В третьем разделе «Города древнерусские» поэт вспоминает Новгород Великий, Псков, Тобольск, любимый его Чернигов и малую родину, деревню Бутовичку в центре Скифской степи. Пишет Савицкий и о людях Руси, более близких ему по времени и по духу: Пржевальской, Менделеев, Семенов-Тяньшанской. Иногда это как бы доверительный разговор со знаменитым собеседником. Так, в последнем из упомянутых стихотворений есть такие строки: «Гляди, гляди-ка, Петр Петрович, растут и ввысь идут хребты, все с трепетом встречают новость, путей степных забыв суровость, коня пришпориваешь ты». Иногда беседа с действительно близким другом и единомышленником. Таково стихотворение о князе Трубецком, которого Савицкий пережил на 30 лет. «Твоей идеей заостренной ни в чем нельзя предугадать, и нам с улыбкою смущенной одно осталось — бдеть и ждать». Вспоминает он и об идейных противниках, например, о былом учителе Струве, пути с которым разошлись в эмиграции. О Милюкове Савицкий пишет иронично: «Ты с виду сух и прозаичен, Европе предан всей душой, в уничижении методичен всего, что Русь несет с собой». Я сознательно остановился на сборнике стихов подробно, чтобы задать вопрос. Я ничего особо не отбирал, не отсекал из интонации Востокова. Где же здесь криминал? Ведь все это песнь любви к родине, ко всему, что в ней есть и хорошего, и смутного, но все равно любимого. Песнь восхищения ее природой, ее историей, ее людьми. Где же здесь криминал? Глава 7, 4. Почему Хунну? Эпиграф. Обычно хроника социальной жизни называется историей. В таком узком смысле история составляет базис социологии. Поппер. Л.Н., не зная поначалу о пражских коллизиях Савицкого, радуется выходу Хунну, пусть и ничтожным тиражом в 1000 экземпляров. Следующее издание Хунны в Китае
вышла лишь через 14 лет, но уже в 5000 экземпляров. Только после смерти Л.Н. в 1993 году Хунну появились действительно массовым тиражом 50 тысяч экземпляров. Книга оформлена подобно светло-серой, изящной и качественной московской серии. Примечание. Созданием этой серии мы всецело обязаны Олегу Дмитриевичу Катагощину, 1945-1995 годы, рано и трагично ушедшему из жизни. Конец примечания. Но сделана она была уже не в Экопроссе, одном из подразделений издательства «Прогресс», а в Санкт-Петербурге под научной редакцией ученика Л.Н., кандидата географических наук Вячеслава Ермолаева. Примечание. Гумилев. Хунну. Санкт-Петербург, 1993 год. Страница 5. Конец примечания. Удивительно, что очень специальная, отнюдь не популярная книга разошлась довольно быстро. Что это? Гипноз названия? Ведь книга отнюдь не про гуннов, которых Л.Н. касается на 5 заключительных страницах, а про хуннов, их предшественников. Но тогда она должна была бы называться «Хунны», а не «Хунну». Дело в том, что последнее – название мощного кочевого государства, созданного до нашей эры в Великой Степи. Задолго до появления гуннов в Европе, кочевники, жившие в Монголии, воевали с Китаем и внушали ему такой же ужас своими набегами, как гунны Аттилы, Византии и Риму. В китайских летописях эти кочевники называются хунны. В исторической науке высказывалось мнение, что сходство имен гунны и хунны случайно, и что гунны не были потомками хуннов. Большинство ученых, однако, отстаивают идею преемственности гунских переселений с востока на запад. Эта точка зрения убедительно обоснована Иностранцевым в его исследовании «Хунну и гунны», первоначально опубликованной в 1910 году в «Русской старине», а в 1926 году отдельной книгой. Насколько можно судить по остаткам хунского языка, они, как и гунны, были тюркоязычным народом. Примечание. Вернадский. Из древней истории Евразии. Хунну. Новый журнал. 1960 год. Номер 62. Страница 274. Конец примечания. Заметим, что Вернадский, как и Савицкий, не делал разницы между хуннами и гуннами. Он писал, что гунны страдали от суровых изменений в Китае, об оставшихся там. Но те же гунны вторглись в Европу, и именно они начали великое переселение народов. Примечание. Вернадский. Древняя Русь. Тверь, Москва, 1996 год, страницы 139-144. В США эта книга вышла в 1943 году. Конец примечания. Правда, в конце прошлого века высказывались и странные идеи. Гуннов отождествлял со славянами крупный русский историк Иловайский. Примечание. Иловайский. Разыскание о начале Руси. Москва, 1874 год. Второе издание вышло в 1882 году. Конец примечания. Среди союзных и подвластных хуннам народов были аланы, предки осетин, и готы, и действительно славяне. Славянские волхвы, вероятно, пользовались почетом у гуннов. Они принимали участие и в похоронах Аттиллы. Историк готов Алан Иордан, VI век, писавший на латыни, рассказывая о поминальном пиршестве по Аттилле, называл этот обряд
древнеславянским словом «страва». Примечание. Вернадской. Из древней истории Евразии. Хунну. Новый журнал. 1960 год. Номер 62. Страница 273. Конец примечания. Многое о гуннах, хуннах уже было написано. И казалось, что мог добавить к этому Гумилев? Он, конечно, и сам понимал, что когда-то и много работавший над этой проблемой классик востоковедения иностранцев мог знать о хуннах нечто большее, чем сам Л.Н. в начале, так сказать, пути. Недаром Л.Н. писал, что тот имеет блестящие работы. Редко кто удостаивался подобных его характеристик. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 97. Конец примечания. Ученые, посвятившие всю жизнь только монголоведению, академики Козин или Владимирцев, вероятно, знали о монголах нечто и неизвестно еще Льву Николаевичу в 50-х годах. Да и учитель, как Л.Н. называл Артамонова, очень много работал над историей хазар. Позже он пригласил Гумилева быть научным редактором своей монографии. Примечание. Артамонов. История хазар. Ленинград, 1962 год, страница 521. Конец примечания. Л.Н. отлично понимал, что в чем-то уступает авторитетам. В письме к Анне Андреевне от 3 апреля 1955 года, говоря о кадрах Института Востоковедения, он признавал, что сильнее меня Струве и Петрушевской. Этих мне не догнать. Были свои плюсы и у Л.Н. Он работал после них, а уже поэтому располагал большей информационной базой и кругом идей. Много работал он и с новыми иностранными источниками, хотя и сознавал свои недостатки в этом плане. Кое-что ему удалось издать и переиздать. Так, в 1960 году в Чувашском государственном издательстве появилось юбилейное, так сказать, переиздание труда Иоакинфа Бичурина «Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии», подготовленное Гумилевым и Хваном. Собрание сведений Бичурина – систематическое извлечение из китайских летописей, касающееся хуннов и других кочевников, начиная с исторических записок Сыма Цяня, знаменитого китайского историка II века до нашей эры. Труды Бичурина высоко ценил Александр Пушкин, знавший его и бывший с ним в дружеских отношениях. Когда Пушкин писал историю Пугачевского бунта, Бичурин сообщал ему недостающие сведения о калмыках. Иоакинф Бичурин родился в 1777 году, окончил Казанскую духовную семинарию в 1799 году, затем работал там преподавателем. В 1807 году был назначен начальником русской духовной миссии в Китае, где пробыл до 1821 года. По происхождению он был чуваш. Кроме того, Л.Н. дали много нового для его исследований археологические экспедиции 1935-1957 годов. Примечание. В 1935 году Манычская, в 1936 году Саркельская экспедиции, обе под руководством Артамонова. В 1946-47 годах Юго-Подольская, раскопка курганов, руководство опять же Артамонова. В 1948 году Горно-Алтайская, в 1949 году Саркельская, наконец, в 1957 году Ангарская под руководством Окладникова. Последующие броски Л.Н. в поле проходили уже под собственным руководством. Конец примечания. Кстати сказать,
Вернадский, характеризуя Гумилева, однажды написал: «Востоковед, историк и археолог». Конечно, археология в Азии сулила меньшую отдачу, чем в других регионах мира, поскольку строительный материал глина во внутреннем Китае, дерево в Манчжурии и войлок в Монголии не мог сохраниться до нашего времени, как сохранились мрамор Аллады, гранит Египта и кирпич Ассиро-Вавилонии. Примечание. Бичурин, страница 6. Конец примечания. Тем не менее, Л.Н. рвался в очередную археологическую экспедицию. Он радовался тому, что намечаются большие раскопки в стране куриканов, предков якутов. Считал своей задачей найти Железный век, то есть памятники первого тысячелетия нашей эры. Л.Н. предполагал, что это были северные длинлины. Длинлины – один из загадочных этносов Центральной Азии. Грум Гаджимайло писал о них: «Возвышенные носы указывают на то, что в жилах хуннов и китайцев того времени текла кровь той расы, к которой принадлежали длинлины и которую я склонен считать родственной европейской». Примечание. Грум Гаджимайло. Западная Монголия и Уренхайский край. Ленинград, 1926 год. Страница 25. Конец примечания. Более решительно оценивал длинлинов Милюков. Это, несомненно, европеидная раса, но только в смысле тех европеидов, которые переселились в Сибирь. Затем они прошли обратным порядком Северную Россию до Прибалтики. Примечание. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Москва, 1993 год. Страница 281. Конец примечания. Потом Л.Н. уехал на Ангару искать Пегую Орду, которой интересовался Вернадский. Примечание. Письма Гумилева Савицкому от 28 марта 1957 года, 15 апреля 1957 года, 7 июня 1957 года. Конец примечания. Кто бы сейчас, в эпоху выживания и жесткого рационализма, мечтал найти что-то о северных длинлинах? Примечание. Впрочем, исключения все-таки бывают. В 1993 году экспедиция студентов-археологов из Новосибирска под руководством доктора наук Натальи Полосмак сделала уникальное открытие на Алтае. Под разграбленным холмом с захоронением воина было обнаружено второе, с хорошо сохранившейся мумией алтайской княжны. Такое произошло на Алтае вообще впервые. Конец примечания. В отличие от классиков востоковедения, Л.Н. ставил особую задачу – дать сводную этническую историю всей Евразии, будущего государства-континента, всю ее историю от хуннов до рождения Руси, проследить и объяснить взлеты и падения крупных этносов, ритмы и кванты, так сказать, истории, по настоятельным советам Савицкого, попытаться хотя бы в первом приближении дать определение понятия этногенез. Примечание. Государства-континенты поминал еще Вернадский в 1919 году. Конец примечания. Перед Л.Н. стояла гигантская задача по временному охвату. На гумилевских чтениях, происходивших в Москве в 1998 году, она была оценена даже как создание новой модели всемирной истории, ибо оказалось, что именно кочевники связали воедино судьбы оседлых культур, отдаленных друг от друга горами, степями и пустынями. Перед мысленным взором Л.Н.
лежало гигантское пространство, на котором развертывалась эта история. Примечание. Учение Гумилева, опыт осмысления, материалы научных чтений, Москва, 1998 год, страница 101, конец примечания. Согласно Савицкому, это огромный прямоугольник степей с наибольшей не только в Евразии, но и во всем мире сплошной полосой районов, удобных для кочевника-скотовода, является северная полоса травянистых пустынь и примыкающая к ним с севера и запада область травянистых степей. Эту сплошную полосу степей и травянистых пустынь назовем по характеру картографических ее очертаний и по крайним рубежам простирания Хингано-Карпатским прямоугольником степей. Подразумеваем Большой Хинган, меридиональный хребет на западном пределе Маньчжурии. С востока к этому прямоугольнику примыкает Захинганская островная Маньчжурия, с запада симметричная, так сказать, ей Закарпатская венгерская степь. Также с севера, со стороны тайги, прямоугольник степей обрамлен островными степями, особенно частыми в условиях пересеченного рельефа Восточной Евразии, Енисейская и Ленская страна, Монголия и Забайкалье. Примечание. Савицкий. О задачах кочевниковедения. 1928 год. Страницы 88-89. Конец примечания. Великий евразиец умел выражать это и поэтически. Ветровой, степной, необозримый, мир башкир, монголов и туркмен, вековых приливов и отливов, судьбоносных быстрых перемен. Примечание. Востоков. Стихи. Париж, 1960 год. Страница 221. Конец примечания. Подход Гумилева к теме был неизмеримо масштабнее и перспективнее, ведь хунны для него лишь начало истории Евразии. Любых абстрактно-теоретических рассуждений типа «Была ли прогрессивной роль хуннов?» По такому скользкому пути пошел ненавистный ему профессор Бернштам, выпустивший в 1951 году в издательстве ЛГУ очерк по истории гуннов. Через год появилась разгромная рецензия на нее, и не где-нибудь, а в «Большевике». За рецензией последовала еще пара откликов в специальных журналах. Примечание. Смотрите, статья Удальцовой в «Большевике» номер 11, 1952 год, рецензия Рафикова в «Вопросах истории» номер 5, 1952 год, Мерперта и Кызласова в «Вестнике древней истории» номер 1, 1952 год. Конец примечания. В самом деле, о какой прогрессивной роли хуннов могла идти речь, если Сталин 6 ноября 1943 года сравнил орды Аттилы с гитлеровцами, которые вытаптывали поля, сжигали деревни и города, разрушали промышленные предприятия и культурные учреждения. Примечание. Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза, Госполитиздат, 1950 год, страница 120. Конец примечания. Значит, автор плетется в хвосте буржуазной историографии. Примечание. Обсуждение в ученом совете ИИМК книги Бернштама «Очерк по истории гуннов». Советская археология. 18 том, 1953 год, страница 320. Конец примечаний. Вторая претензия к Бернштаму состояла в том, что даже после классического труда Сталина он не отмежевался от маризма.
Наконец, его критиковали за то, что он считал становление феодализма в Китае чуть ли не результатом гунского нашествия, тогда как феодализм в Китае куда древнее, почти на 1000 лет, о чем говорил товарищ Мао Цзэдун. Примечание. Обсуждение в ученом совете ИИМК книги Бернштама «Очерк по истории гуннов». Советская археология, том 17, 1953 год, страница 323, конец примечания. Все это не надо понимать как просто некую огульную критику. Рецензия в «Большевике» была написана специалистом высокого класса и в целом выглядела убедительно. Примечание. Удальцова, автор статьи, доктор наук, впоследствии член-корреспондент Академии наук СССР. Конец примечания. Сам Л.Н. считал, что попытка Бернштама применить к доклассовому обществу социальные категории привела автора к позорному разгрому из-за многочисленных передержек. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 96. Конец примечания. Ученый совет Института истории и материальной культуры, как и положено было, осудил позицию Бернштама и предложил ему подготовить выступление в печати с анализом и причиной своих ошибок. Не будем вдаваться в суть этих так называемых проработок. Отметим лишь заметную безграмотность Бернштама. Искажение имени русского геополитика Савицкого, он именует его Н. Савицким, деталь, анекдотично другое. Он искренне считал, что Вардапет – фамилия некоего армянского ученого, тогда как это уважительное обозначение учителя вообще. Не силен был Бернштам и в географии. Описывая успехи гуннов в Европе, называет гальскими городами немецкие Вормс, Шпейер и Майнц. Днепр именуется у него Истром, хотя античные авторы так называли Дунай. Примечание. Удальцова. Против идеализации гунских завоеваний. Большевик. 1952 год, номер 11, страница 72. Конец примечания. Сам Бернштам не чуждался идеологических штампов, и даже куда более жестких, чем его оппоненты. Вот один из шедевров его стиля. В 20-х годах XX века в связи с загниванием идеологии империалистического мира наблюдаются попытки создать особую науку кочевниковедения. Усиленно работали в этом направлении Н. Савицкий, Н. Толь и другие. Духовным отцом этих теорий явился яркий миграционист и реакционер Ростовцев. Примечание. Бернштам. Очерк истории гуннов. Москва, 1951 год, страница 8. Конец примечания. Таким образом, нелюбовь Л.Н. к Бернштаму, мягко выражаясь, была достаточно мотивирована, особо учитывая вероятность его вины во второй Голгофе. Это прорывалось во многих письмах из Омского лагеря, своего рода откликах Л.Н. на руководящую статью, рецензию на очерк истории гуннов Бернштама. «Я рад, что мерзавец получил по заслугам», — писал Л.Н., «но удивительно, за что на меня ополчились. Я говорил то же самое, что напечатано в «Большевике». Примечание. Письмо Гумилева Ахматовой. 9 ноября 1952 года. Конец примечания. А в другом письме к А.А. добавил: Бернштам лжеученый, невежда и морист. Примечание. Письмо Гумилева Ахматовой. 5 февраля 1954 года.
Конец примечания. Как видно, принимал иногда официально прорабатывающую терминологию и Л.Н., но для этого его надо было сильно разозлить. Вернемся в 1956-1957 годы. Сверхидея всей трилогии, кроме, разумеется, создания истории 2000-летий Евразии, рог западной гордыни должен быть сломлен. Примечание. Письмо Гумилева Савицкому. 25 января 1957 года. Конец примечания. Л.Н., работая над неизданными ранее рукописями Бичурина, открыл там много нового и делился своим замыслом с Савицким. Наконец-то можно будет построить историю Евразии с такой же полнотой, какая есть в истории Европы и Ближнего Востока. Тогда сама идея европоцентризма будет скомпрометирована, ибо она основывалась на том, что об Азии и Сибири знали мало, а неизвестное считали несущественным. Но особенно наполняется сердце гордостью потому, что эти новые данные получены не с Запада, а из традиций нашей отечественной науки. Примечание. Письмо Гумилева Савицкому. 25 января 1957 года. Конец примечания. Эти мысли развиваются Л.Н. позднее в эссе «Черная легенда». В странах Западной Европы предубеждение против неевропейских народов родилось давно. Считалось, что азиатская степь – обиталище дикости, варварства, свирепых нравов и ханского произвола. Взгляды эти были закреплены авторами XVIII века, создателями универсальных концепций истории, философии, морали и политики. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва, 1994 год. Страницы 42-43. Конец примечания. Из Праги эту линию всячески поддерживал Савицкий. Кто умеет учитывать мощь организационной идеи, скажет, что история кочевников от древних хунну в эпоху до нашей эры и до монголов XIII-XIV веков, и даже позже, никак не отстает по размаху и внутренней насыщенности ни от греко-римской, ни от мусульманской. Я сказал бы даже по героизму своему, каковы бы ни были его корни, и по широте своего географического горизонта, она превосходит и ту, и другую. Малочисленность кочевников подчеркивает и усиливает звучание этого героизма. Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву, 1957 год. Конец примечания. Эта линия, предваряющая черную легенду, сквозная, главная во всей степной трилогии, вплоть до чисто российских ее сюжетов. Не надо, однако, думать, что позиции Л.Н. и евразийцев совпадали во всем. Это не так. В так называемой сверхидее трилогии есть еще одна, пусть побочная, немного замаскированная линия, внутриазиатская. Откровеннее всего она выражена в авторском предисловии к книге «Хунны в Китае», обещании дать целостное описание средневековой степной культуры, значение которой для всемирной истории заключается в том, что она остановила ханьскую и танскую агрессию, обеспечив тем самым оригинальное развитие всех культур Евразийского континента. Примечание. Эпоха Хань, II век до нашей эры. Эпоха Тан, VII-VIII века. Гумилев. Хунны в Китае. Москва, 1974 год. Страница 3. Конец примечания. Это уже нечто новое среди задач трилогии.
Ну а при чем здесь хунны? И на это у Л.Н. есть ответ. Четверть века династия Хань стремилась доставить Китаю господство над Азией. Подобно тому, как в Средиземноморье возникла Пакс Романа, на Дальнем Востоке чуть было не была создана Пакс Синика. Свободу народов Великой Степи отстояли только хунны. Примечание. Гумилев. Хунны в Китае. Москва, 1974 год, страница 5. Конец примечания. Для нас важно, что кочевой щит не позволил заселить Сибирь с юга. Более того, в поздней работе Л.Н. подчеркивал, какое счастье, если подумать, что китайцы не добрались до Европы на рубеже нашей эры, а ведь могли бы, если бы их не задержали хунны, главный противник империи Хань. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 55. Конец примечания. Все степные этносы ощущали феномен соседства. Все они жили на своей родине, в привычном ландшафте, в своем месторазвитии довольно благополучно. Но проникая в Китай или принимая китайцев у себя, они, согласно Л.Н., гибли, равно как и при контакте с другими этнически чуждыми мирами. Контакт на суперэтническом уровне давал негативные результаты. Примечание. Гумилев. Историко-философские сочинения князя Трубецкого. В книге Трубецкой. История, культура, язык. Москва, 1995 год, страница 49. Конец примечания. Но какое отношение все это имеет к современности? Чистая теория, умствование, интересное лишь для кабинетных ученых. Оказывается, не так. Противопоставление цивилизованных земледельцев, Китай, и варваров-скотоводов имеет давние корни, прочно вошло в специальную литературу, а через нее и в масс-медиа. Китай, отгородившийся от степных орд Великой Стеной, отбивающийся от агрессоров, один из таких ложных стереотипов, продержавшихся до нашего времени. Известный французский географ Пьер Гуру в 50-х годах XX века писал, что Китай создал цивилизацию, уже полностью сложившуюся в течение второго тысячелетия до нашей эры. Примитивные цивилизации Центрального и Южного Китая были поглощены самой блестящей из существовавших цивилизаций. Китайской цивилизации посчастливилось не встретить на огромной площади другой высшей цивилизации, способной оспаривать ее господство в этом районе. Поскольку кочевники не обладали недостаточной численностью, ни учреждениями, ни идеями, которые были бы в состоянии изменить интеллектуальную, моральную, общественную жизнь этой страны. Примечание. Гуру. Азия. Москва. 1956 год. Страницы 104-105. Конец примечания. Поразительно. Знал ли вообще французский ученый о Великой Монгольской империи XIII века? Все, что было здесь ценного, в этом огромном регионе, оказывается, дал один Китай? Эта линия продолжается через века вплоть до наших дней. Но Китай был агрессором, а не жертвой. Это мысль и Л.Н., и современных исследователей. Хотя всегда в той или иной форме наличествовал механизм угнетения и утверждения превосходства завоевателей, но государства соседних с Китаем народов являлись всегда все-таки государствами этих народов. Гуннов, тюрков, тибетцев и так далее, а не частями некоего культурно-территориального
исторического единства. Джунго неизменно существовал 3000 лет. Кычанов пишет, что мы встречаем со стороны некоторых китайских историков стремление все многонациональное население современного Китая чуть ли не с неолита считать Джунхуа Миньцзю народами Китая. Антиисторизм такого подхода очевиден. Примечание. Кычанов. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. Москва. Восточная литература. 1997 год. Страница 4. Конец примечания. Л.Н. писал о наличии форм евразийской культуры в областях земледельческих, но населенных выходцами из степей. К ним он относил в первую очередь Северный Китай, где, начиная с IV века, мощная инфильтрация степняков создала особый этнический субстрат, просуществовавший до VII века и создавший два расцвета культуры – Вэй и Тан, причем последнее имело общемировое значение. За пределами своего ландшафта наблюдалось расслоение. Китайцы откололись от тюрко-монголов, что на пользу дела не пошло ни для той, ни для другой стороны. Гумилев считал, что есть все основания расширить границы степной культуры за историческое время и выделить группу гибридных образований с точки зрения расцвета и накопления культурных ценностей. Примечание. Письмо Гумилева Савицкому, 1957 год. Точная дата не проставлена. Конец примечания. Все оказывается не так просто с законной и вечной доминацией Китая. Однако эти тезисы никоим образом не говорят о каком-то антикитайском настрое Л.Н. Это совсем не так. В письмах матери из Караганды и Омска он многократно возвращался к китайской теме и только сугубо уважительно. Для него самыми интересными книгами там были китайские, особо по династиям Тан и Сун. Он, по собственному признанию, влюбился в Китай, и наши лагерные китайцы это ценят, приглашают меня на чай и беседуют об истории. Примечание. Письмо Гумилева Ахматовой. 20 сентября 1954 года. Конец примечания. В другом письме, в связи с тем, что А.А. переводит и китайских поэтов, пишет: «Доволен, что ты начинаешь чувствовать древний Китай. Нет ничего более неверного, чем представление о китайской, так сказать, застойности». Примечание. Письмо Гумилева Ахматовой. 21 апреля 1956 года. Конец примечания. Дело, значит, не в какой-то предвзятости. Ее нет, а в стремлении быть объективным. Личные симпатии одно, а правда истории другое. Итак, в чем же своеобразие гумилевского хунну? Здесь легко сбиться на краткий пересказ солидной книги, попытку дать некий дайджест. Но не историку, а может быть и историку без дара Л.Н., это явно не под силу, хотя какой-то краткий путеводитель по степной трилогии неизбежен, поскольку без минимума фактуры невозможно и пытаться показать подход Л.Н. к теме. Особенность этой книги, по-моему, состоит в том, что прослеживается первый и удивительный подъем кочевого этноса, перерастающего потом в комплекс этносов и суперэтнос. А дальше пойдет второй виток этногенеза, тюрки, третий, монголы, но хунну – первое. История – базис социологии, считал знаменитый Карл Поппер. В чем здесь секрет истории? Почему поднялся и погиб хунский суперэтнос? Ведь хунну просуществовали свои 1500 лет и оставили в наследство монголам и русским
непокоренную великую степь. Примечание. Гумилев, Хунну, Санкт-Петербург, 1993 год, страница 26, конец примечания. И еще вопрос. Почему мозаичный хунский суперэтнос, включавший еще сяньбийцев, табгачей, тюркютов, уйгуров, смог быть целостностью долго и успешно противостоять другим суперэтносам и в первую очередь древнему Китаю, относившемуся к хунну с нескрываемой враждебностью? Почему же для хуннов была неприемлема китайская культура? Глава 7, 5. Как могло случиться? В III веке до нашей эры древние хунны уже стали хозяевами всех степных пространств от пустыни Гоби до сибирской тайги, а на берегах Енисея и Абакана рядом с бревенчатой избой появилась круглая юрта кочевника. Примечание. Гумилев, Хунну, Санкт-Петербург, 1993 год, страница 26, конец примечания. Как могло такое произойти и в чем феномен хуннов? Раньше переселение их предков с южной окраины Гоби на северную датировалось XII веком до нашей эры, но в работе Л.Н. от 1989 года, когда были учтены датировки экспедиции Руденко, эта дата передвинулась на X век до нашей эры. Примечание. Гумилев. Хунны в Азии и Европе. В книге «Ритмы Евразии». Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 461. Конец примечания. Гумилев считал, что связанная история народов Великой Степи может быть изложена, начиная лишь с III века до нашей эры, когда племена Монголии были объединены хуннами, а полулегендарные скифы Причерноморья сменены сарматами. Примечание. Гумилев. Хунны в Азии и Европе. В книге «Ритмы Евразии», Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 461. Конец примечания. Место развития этноса, согласно взглядам Л.Н., должно сочетать два или более ландшафта. Примечание. Хунны, писал он Савицкому 19 декабря 1956 года, сложились на лесистых склонах Иньшаня и потом лишь передвинулись в монгольские степи. Конец примечания. Положение это, принятое как некий общий закон, весьма спорно. Савицкий возражал и достаточно убедительно. Культура майя оставила свои наиболее поразительные памятники на чисто равнинном Юкатане, среди обстановки, отвечающей понятию чисто лесного ландшафта, некоего аналога нашей тайги. Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву. 2 января 1957 года. Конец примечания. Так или иначе, но в 2009 году до нашей эры произошла консолидация родов и возникла сильная центральная власть. Этот год стал важной датой в истории хуннов. К власти пришел Шань Юй, высочайший, а в другом месте Л.Н. называет по-современному пожизненный президент. Примечание. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва. 1993 год. Страница 462. Конец примечания. Моде, или по Кычанову Мао Дунь, был человек жесткий и решительный, умный и смелый, быстро прибравший к рукам всю степную часть Маньчжурии, оттеснивший на запад согдийцев и покоривший саянских динлинов. Примечание. Кычанов. Кочевые государства от гуннов до Маньчжурии.
Москва, 1997 год, страница 7. Конец примечания. В 200 году до нашей эры Моде победил также крестьянского вождя Китая Лю Бана и заставил его заключить договор мира и родства. Это представляло загадку, ибо Хунну уступала Китаю по численности населения в десятки раз. Согласно Евнуху, перешедшему от китайцев к одному из шаньюев, численность хуннов не может сравниться с населенностью одной китайской области, а 1/5 китайских богатств хватило бы, чтобы купить весь хунский народ. Примечание. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Часть 1. Москва. 1993 год. Страница 277. Конец примечания. И эта горсточка на основах кочевого быта, заметил Савицкий, держала в страхе Китайскую империю. Примечание. Савицкий. О задачах кочевниковедения. Евразийская книга издательства, 1928 год, страница 92. Конец примечания. Согласно Гумилеву, хуннов в III веке до нашей эры было около 1,5 миллионов, но они сражались на равных против объединенного Китая с его 59 миллионами. Примечание. По другим данным, китайский источник, общая численность населения Хунну составляла 1,5–2 миллиона человек. Кычанов. Цитируемое сочинение, страница 35. Правда, почему-то в более поздней статье «Хунны в Азии и Европе» Л.Н. приводит другую цифру – 300 тысяч человек, снабжая ее расчетом 60 тысяч всадников равно 20% всего населения. Ритмы Евразии. Москва, 1993 год, страница 463. Были, правда, у Л.Н. оговорки и в других местах. Тысячелетие вокруг Каспия, 1991 год, страница 76. Конец примечания. При этом хунны не искали территориальных приобретений, а отражали натиск. Китайская политическая мысль, по выражению Л.Н., была прикована к хунскому вопросу. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 35. Хунны, писал он Савицкому 19 декабря 1956 года, сложились на лесистых склонах Инь-Шаня и потом лишь передвинулись в монгольские степи. Конец примечания. Китайцы испробовали разные методы: торговую войну, лимитирование поставок хлеба и тканей степнякам, искусную дипломатию, попытки расколоть кочевые племена и прямое военное вмешательство. Все это, как полагал Л.Н., ставит под сомнение утверждение о постоянной войне злых Авелей против милых и трудолюбивых Каинов. Секрет их отношений в чем-то другом. Этот так называемый секрет был очевиден трезвым людям еще до нашей эры. Жена хунского Шаньюя Моде в 2002 году до нашей эры, когда хунны окружили ханьского императора у деревни Байдын в северном Шэньси, посоветовала ему заключить мир без территориальных приобретений. Ибо, говорила она, хунны, приобретя китайские земли, все равно не смогут на них жить. Моде согласился с умной женой и заключил с императором договор мира и родства, дипломатическую форму капитуляции. Все остались жить дома. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991 год. Страница 112.
Конец примечания. Это был, по словам Л.Н., беспримерный успех для хуннов, поскольку до сих пор ни один кочевой князь не мечтал равняться с китайским императором. Примечание. Савицкий. Задачи кочевниковедения. 1928 год. Страница 92. Конец примечания. Дело дошло до того, что Китай стал источником доходов хунну, посылая туда подарки, красивую форму дани. Военная история кочевого мира, согласно образному выражению Савицкого, это как бы взрыв атома. Примечание. Савицкий. Задачи кочевниковедения. 1928 год. Страница 92. Конец примечания. Именно для защиты от кочевых народов была построена Великая Китайская стена, протянувшаяся на 4000 километров. Высота ее достигала 10 метров, и через каждые 60-100 метров высились сторожевые башни. Л.Н. пишет, что когда работы были закончены, оказалось, что всех вооруженных сил Китая не хватит, чтобы организовать эффективную оборону на стене. Интересно, что цинское правительство, возводя стену, преследовало не только цели защиты. Люди бежали из Китая, бежали от налогов, а их почти не было у хуннов, у них было весело жить. Но дело не в деталях, не в километрах стены, не в кубометрах материалов для нее. Кочевой мир был опоясан рядами укреплений цивилизованных, оседлых культур. И на юге Великая Китайская стена разделяла контрасты культур и контрасты природы. Влажный, муссонный, умеренно теплый Китай с мягкой и недолгой зимой на юге и сухая Монголия с невыносимой жарой летом и сильнейшими морозами зимой. Борьба кочевников и Китая велась в основном за район, где расположены нынешние провинции КНР – Ганьсу, Шэньси и Шаньси, и так называемую тогда западную окраину Китая, переход от лесистых гор к безлесным сухим склонам и сухим плато степей. Кочевники проникали за Китайскую стену, в основном там, где она охватывала, включая в Китай, участки степной природы. Согласно Савицкому, упомянутые горные хребты и есть граница между азиатским и европейским мирами. Примечание. Савицкий. О задачах кочевниковедения. 1928 год. Страница 94. Конец примечания. Между этими хребтами и пустыней Гоби лежит глассис степей. В китайской литературе I века до нашей эры хребет Иньшань к северу от излучины Хуанхэ, богатый травою, деревьями, птицами и четвероногими, назван логовищем Шаньюев. Примечание. Савицкий. О задачах кочевниковедения. 1928 год. Страница 94. Конец примечания. В абсолютной пустыне скотовод не может держаться, объяснял Савицкий. Именно этим определялся и характер геополитической истории восточно-хунской державы. Это как бы история перебросок через пустыню. Шаньюй держится в степях и горных хребтах около Китайской стены. Если же он оттуда вытеснен, то должен уходить к северу от пустыни. Примечание. Савицкий. О задачах кочевниковедения. 1928 год. Страница 86. Конец примечания. Тезис Савицкого подкрепляется и тем, что и после эпохи хуннов присяга на верность Темучину, Чингисхану, звучала так: «Если приступим твои приказы, отними у нас жен и имущество и покинь нас в безлюдных пустынях». Примечание.
цитируется по Милюков, Очерки по истории русской культуры, часть 1, Москва, Прогресс, 1993 год, страница 370, конец примечания. Подъем хунну в первом тысячелетии до нашей эры способствовала и природа, увлажнение степи в этот период. Во II веке до нашей эры хунны заводят в Джунгарии земледелие. Когда китайцы были сильнее, до Моде, их набеги на хуннов давали им тысячи, а то и сотни тысяч голов скота. И это в местности, представляющей сейчас пустыню. Примечание. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 289. Конец примечания. Феноменальные военные успехи хуннов Л.Н. позже объяснял тем, что они находились в фазе пассионарного подъема. Понятия «народ» и «войско» у них тогда совпадали. Их военная сила стремительно росла в эпоху Моде. Китайцы оценивали численность его войска от 60 до 300 тысяч. Последняя цифра кажется нереальной. Оценки современной науки дают от 50 до 140 тысяч. Примечание. Кычанов. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. Москва, 1997 год. Страница 28. Конец примечания. Л.Н. отмечал, что тактика хуннов состояла в изматывании противника. Отогнать их было легко, разбить трудно, а уничтожить невозможно. Конница кочевников – это сверхтанки прошлых лет, писал Савицкий. Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву, 8 декабря 1956 года. Конец примечания. Конь был основой жизни кочевника, близким другом своего хозяина. Они подбирали коней определенной масти для каждого отряда. Основатель хунского могущества Моде, 2009-174 годы до нашей эры, имел 4 войсковых подразделения, определявшихся мастью лошадей: вороные, белые, серые и рыжие. Мастями хунских лошадей заинтересовались и китайцы. Им пришлось заинтересоваться, ибо их лошади были малорослы и слабосильны, не могли сравниться с хунскими. В поисках нужной породы они обратились к западным странам, а западом для них была и Фергана, где китайский агент нашел нечто подходящее. Он доложил своему императору Уди, 126 год до нашей эры, что там есть добрые лошади, аргамаки, которые происходят от небесных лошадей и имеют кровавый пот. Эта же легенда о кобылицах 5 мастей фигурирует еще в одном китайском источнике. Итак, на карте Срединной Азии около 135 года до нашей эры мы видим гигантское государственное образование Хунну, протянувшееся от западного края, бассейн реки Тарим, до Байкала на севере и почти до Желтого моря на востоке. Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград. 1989 год. Страница 69. Конец примечания. На юге оно включало северную излучину реки Хуанхэ, то есть доходило до Великой Китайской стены, а кое-где и переходило южнее нее. Империя Хань как бы сжалась на юго-востоке от гигантского массива Хунну. Успехи хуннов, как считали и евразийцы, были связаны с традициями прошлого. Ни одна историческая среда, по мнению Савицкого, не может дать
такого подбора образцов военной годности и доблести, какой дает кочевой мир. Примечание. Савицкий о задачах кочевниковедения. Страницы 92-93. Конец примечания. Таким образом, превосходство цивилизованных земледельцев над варварами-кочевниками – это злой миф истории. Ведь и кочевой быт отнюдь не предполагал беспорядочного плутания по степи. Кочевники передвигались весной на Литовку, расположенную в горах, где пышная растительность альпийских лугов манила к себе людей и скот, а осенью спускались на ровные малоснежные степи, в которых скот всю зиму добывал себе подножный корм. Места литовок и зимовок у кочевников строго распределялись и составляли собственность рода или семьи. Гумилев, Хунну, Санкт-Петербург, 1993 год, страница 23. Конец примечания. Родовой строй стал социальной основой державы Хунну. Успехи хуннов в эпоху Маде и его преемников объясняются быстрым переломом в политической системе, социальном строе и культуре. Л.Н. приходит к следующим выводам. Во-первых, хунны отнюдь не орда, а единое племя, разделенное на роды. Во-вторых, их политическая система была не примитивна, а довольно сложна и гибка. Во главе государства стоял высочайший, но это не царь, а первый среди равных, старейшин, которых было 24 по числу родов. Вначале он был выборным, позже наследным. Ниже его стояла система вельмож и чиновников 5 классов, члены рода Шаньюя. Наряду с аристократией крови существовала аристократия таланта, служилая знать, не относящаяся к родственникам Шаньюя. Их называли Гудухеу, князь счастья. Последнее обстоятельство особо подчеркивал Л.Н., так как оно очень подпирало его концепцию пассионарности. Эта группа вообще была связана не с отдельными родами, а с центральной системой управления, что по Гумилеву крайне характерно для пассионариев всех времен и народов. Примечание. Гумилев, Хунну, Санкт-Петербург, 1993 год, страница 23. Конец примечания. Государственное право предусматривало смерть за нарушение воинской дисциплины и уклонение от воинской обязанности. Нравы хуннов были суровы, а суд короткий и строгий. По китайским свидетельствам, преступность у них выражалась едва несколькими десятками узников на целое государство. Примечание. Грум Гржимайло, Западная Монголия и Урянхайский край. Ленинград, 1926 год, страница 86. Конец примечания. Именно эти чрезвычайные законы, весьма характерные для фазы пассионарности, способствовали консолидации хуннов и превращению их в сильнейший этнос Срединной Азии. Сложнее определить особенности гражданского права. Видимо, в родовом владении у них находились пастбища, а неудобные земли принадлежали всему хунскому народу. Земля есть основание государства, провозглашал Моде. Гумилевское утверждение о государстве хунну позже оспаривалось в дискуссии 60-х годов. И все-таки он, видимо, был прав, если вышедшая в конце 90-х годов книга известного русского востоковеда Кычанова так и называется «Кочевые государства от гуннов до маньчжуров». В ней прямо говорится о ранней государственности в самобытных и оригинальных формах. Примечание. Кычанов. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. Москва.
1997 год, страница 4. Конец примечания. Хунны знали рабство, но в неволе у них были в основном пленники, использовавшиеся на хозяйственных работах. Современный китайский историк считает, что они составляли 1/10 населения хунского государства. Примечание. Кычанов. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. Москва, 1997 год, страница 4. Конец примечания. Запутаннее обстоит дело с налогами. Гумилеву, идущему по линии противопоставления Хунну-Китай, хотелось бы, чтобы их совсем не было у хуннов. Он пишет: «Степнякам вообще чуждо понятие налога. Свободный воин не согласен ничего никому платить». Примечание. Гумилев. Хунну. Санкт-Петербург, 1993 год, страница 79. Конец примечания. Увы, здесь Л.Н. видимо ошибся. Во всяком случае, покоренные народы платили хуннам кожами и полотном. Западный край был обложен, кроме того, и данью кровью, то есть необходимостью участия в походах хуннов. Была и какая-то система налогов со скота и у так называемых местных. Примечание. Кычанов. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. Москва, 1997 год, страница 37. Конец примечания. Противопоставление Хунну-Китай или степняки-земледельцы характерно и для евразийцев. Так Савицкий с удовольствием приводил следующий пример. Евнух, бежавший из Китая, обличал китайцев: «Ваши обычаи и ваше право таковы, что класс восстанавливается против класса, и одни принуждены быть рабами, чтобы дать другим возможность жить в роскоши». Евразиец номер 1 отмечал, что это, пожалуй, самое раннее дошедшее до нас противоположение срединного мира периферическому. Основу гунской мощи он видел в независимости от Китая по части всех реальных потребностей. Примечание. Савицкий. О задачах кочевниковедения. 1928 год. Страница 102. Конец примечания. Отвлечемся от конкретики и ответим на типичное обвинение Л.Н. в биологическом подходе к прошлому. Примечание. Афанасьев. Прошлое и мы. Коммунист. Номер 14. 1985 год. Конец примечания. Спрашивается, какой подход он использовал для объяснения взлета и успехов Хунну? Ответ однозначен. Социально-экономический анализ, причем гораздо более трудный, чем при рассмотрении поздних эпох, так как материал приходилось собирать по крупицам. Написав это, я обнаружил подтверждение у Савицкого. В одном из писем он именно за это хвалил Гумилева. Вы делаете попытку глубокого социального анализа истории кочевников. Я читал немало литературы по этим вопросам, но такой попытки еще не встречал. Бог вам в помощь. Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву, 1 января 1957 года, конец примечания. Если где-то потом, углубляясь в проблемы этногенеза, Л.Н. нарочито обострял некоторые формулировки, иногда отбрасывал, для чистоты эксперимента, социально-экономические факторы, то это лишь заострение, акцент и не более того. Культура хуннов – одна из спорных проблем. Вроде бы у них не было письменности, поскольку она не была обнаружена. Но это не самый сильный аргумент, тем более что китайский дипломат где-то в 245-250 годах сообщал как о чем-то само собой разумеющемся о хунской письменности.
Примечание. Гумилев Хунну, Санкт-Петербург, 1993 год, страница 79. Конец примечания. Китайцы эпохи Хань потому и считали хуннов диким народом, что признавали единственным источником культуры только свою страну. Между тем хунны могли выбирать. На востоке лежал ханьский Китай, на западе остатки разбитых скифов и победоносные сарматы. «Кого же надо было полюбить?» – спрашивал Л.Н. и отвечал, ссылаясь на раскопки царского погребения в Ноин-Уле, где лежал прах Уджулю Шаньюя, скончавшегося в 18 году нашей эры, что для тела хунны брали китайские и бактрийские ткани, ханьские зеркала, проса и рис, а для души предметы скифского так называемого звериного стиля. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991 год, страница 82. Конец примечания. Рассказать какими угодно словами, что такое звериный стиль, невозможно. Читатель должен или сходить в Эрмитаж, или, если он не петербуржец, посмотреть в библиотеке изданный в 1958 году альбом «Древнее искусство Алтая». Он не пожалеет. Во всяком случае, Савицкий, а он и так хорошо знал, что такое звериный стиль, был потрясен этим альбомом. Вот поистине ценности всемирно-исторического порядка, писал он Вернадскому в США. А в письме Савицкий не сдерживал своего восхищения. Каковы горный баран и олень, тот и другой в стремительном движении, более совершенных и более современных, сверхсовременных вещей я вообще не знаю в искусстве нашей планеты. Еще с большей уверенностью, чем 2 месяца назад, повторяю, кочевнический, так называемый звериный стиль ставлю выше всей греко-римской скульптуры. Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву. 18 февраля 1959 года. Конец примечания. Савицкий считал, что памятники кочевнического искусства можно разделить на 3 основных пошиба: классической, фантастической и графической. Последнему, по его мнению, мог бы позавидовать любой современный абстракционист. Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву, 3 декабря 1959 года. Конец примечания. Звериный импрессионизм был, по-видимому, стилем гунской державы, так сказать, гунским ампиром. Примечание. Савицкий. О задачах кочевниковедения. 1928 год. Страница 100. Конец примечания. Вернемся еще раз к тому, что же хунны брали у Китая для тела. Не были ли они просто эпигонами, никогда и ничего не изобретя сами? Л.Н. многократно подчеркивал обратное. Он приводил несколько характерных примеров. Штаны были изобретены кочевниками еще в глубокой древности, когда в IV веке до нашей эры правитель древнекитайского царства Джао решил реорганизовать войско и завести конницу. Выяснилось, что конников надо одеть на варварский, так сказать, манер, то есть в штаны, которых китайцы никогда не носили. Правитель оказался в трудном положении, о чем и сказал своим приближенным. «Сам-то я уверен, что сделать это необходимо, но боюсь, что Поднебесная будет смеяться надо мной». Примечание. Крюков. Мы, вы, они. Знание, сила. 1985 год, номер 3, страница 35. Конец примечания. Стремя появилось в Центральной Азии между 200 и 400 годами. Правда, кто придумал стремя, сяньбийцы или другой народ, до сих пор не ясно. Кочевая повозка на неких деревянных обрубках
сменилась сначала коляской на высоких колесах, а затем вьюком. Кочевники изобрели изогнутую саблю, вытеснившую прямой меч, а их длинный лук метал стрелы на расстояние до 700 метров. Круглая юрта считалась в то время наиболее совершенным видом жилища. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1979 год. Страница 38. Конец примечания. Недаром она дошла до наших времен, и ее можно видеть на горных пастбищах Киргизии. Л.Н. делал широкие выводы по линии сравнений Азия-Европа. Таким образом, мы должны признать, писал он, что хунны на заре своего пассионарного взлета были не лучше и не хуже, чем, скажем, франки, арабы, славяне и древние греки в аналогичном этническом возрасте. Примечание. Гумилев, Хунну, Санкт-Петербург, 1993 год, страница 79. Конец примечания. Однако рост пассионарности, согласно Гумилеву, в этнической системе благотворен лишь до какой-то степени. После подъема наступает перегрев, и для хуннов он наступил в середине I века до нашей эры, а закончился в середине II века. Вместе с единством этноса была утрачена значительная часть его культуры и даже исконная территория, монгольская степь. Примечание. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва, 1993 год. Страница 465. Конец примечания. Горбоносые, бородатые хунны покидают родную страну на берегах Селенги и Онона. От могучей державы, заметил Л.Н., остались только кучки беглецов. Примечание. Гумилев. Этносы. Мифы и реальность. Дружба народов, 1990 год, номер 10, страница 223. Конец примечания. Против хунну работали два фактора – внешний и внутренний. Фактор соседства – Китай – вызывал смешение исторического процесса. На Востоке, писал Гумилев, так влияли китайцы, погубившие державу хунскую и тюркскую. Примечание. Письмо Гумилева Савицкому. 19 декабря 1956 года. Конец примечания. Выдержав 3 войны с Китаем, хунны потеряли много боеспособных мужчин. Это вызвало ослабление державы. В ней сложились две противоположные по психическому складу партии. Южная, консервативная часть общества, так называемая тихая, ушла к китайской стене. Ханьское правительство дало им возможность селиться в Ордосе и на склонах Иньшаня, используя их в борьбе против северных хуннов. В Китай пришли не завоеватели, а бедняки, просившие разрешения поселиться на берегах рек, чтобы иметь возможность поить скот. Примечание. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва, 1993 год, страница 310. Конец примечания. На север ушла пассионарная часть, сохранившая традиции покойных шаньюев. Право сражаться на коне за господство над народами. Примечание. Бичурин, Иокинф. Собрание сведений о народах, обитающих в Срединной Азии. Москва, Ленинград, 1950 год, часть 1, страницы 57-59. Конец примечания. К 97 году, когда хунну было сокрушено, это были уже совсем другие хунны. История так называемых северных хуннов
достаточно сложна. Так называемые неукротимые к 158 году нашей эры достигли Волги и Нижнего Дона, где вошли в соприкосновение с аланами. История хуннов со 158 года до 350 года совершенно неведома. Элен писал, что за 200 лет они изменились настолько, что стали новым этносом, который принято называть гунны. Примечание. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва, 1993 год. Страница 467. Конец примечания. Аммиан Марцелин, 330 около 400 года. Офицер римской армии, участвовавший во многих восточных походах и знакомый с описываемыми событиями не понаслышке, подтверждает локализацию гуннов на Средней и Нижней Волге. Правда, для него это было где-то далеко, за болотами у Ледовитого океана. По его описанию, и здесь он более достоверен, чем рассуждая о географии, для гуннов нетипичны монголоидные черты, скуластость или узкие глаза. Примечание. Гумилев. Хунну. Санкт-Петербург, 1993 год, страница 204. Конец примечания. По мнению Вернадского, это не совсем так. Более или менее общепринятым считается мнение, по которому орда гуннов тюркского происхождения, к ней, однако, присоединились также угры и монголы, а на последних этапах она включает также некоторые иранские и славянские племена. Примечание. Вернадский. Древняя Русь. Тверь, Москва, 1996 год. Страница 145. Конец примечания. Лишь несколько страниц в Хунну посвящено уже не хуннам, а гуннам. Здесь Л.Н. суров, но вряд ли справедлив. Он от души их жалеет, сравнивая с хуннами. Те строили избы на зимовках, но ничего подобного не было у гуннов. Зимой они кочевали по разным местам, как будто вечные беглецы с кибитками, в которых они проводят жизнь. Примечание. Гумилев. Хунну. Санкт-Петербург, 1993 год. Страницы 205-206. Конец примечания. Главное отличие гуннов от хуннов, согласно Гумилеву, состояло в утрате стереотипов поведения, связанных с политической организацией и прежде всего института наследственной власти. Гунны сокрушают все, что попадает на пути. Это деградация, потеря того, что было достигнуто в культуре и организации прошлого у хуннов. Примечание. Гумилев, Хунну, Санкт-Петербург, 1993 год, страница 206. Конец примечания. По-другому оценивает гуннов Савицкий. Он пишет о драматической напряженности гунской истории. Великий завоеватель Мотуна, Моде, объединяет восточноевразийские степи. Созданная им держава сначала развивается с успехом, а затем все более клонится к упадку. Трагическое метание вождей масс между подчинением Китаю и борьбой за независимость часто в условиях голода и холода. Неподчинившиеся уходят в срединноевропейские степи. Настает видимая или действительная двухвековая передышка. Затем следует ошеломляющий прыжок на запад. Занятие в несколько лет западноевропейских степей, а несколько позже Аттиловы походы в Европу. По Савицкому, история гуннов знаменует собой историческое единство Старого Света. Это было завоевание-переселение, в отличие от завоевания-расширения. Примечание. Савицкий. О задачах кочевниковедения. 1928 год. Страницы 95-97.
96. Конец примечания. Отправная база гунского движения была потеряна гуннами уже ко II веку нашей эры. Савицкий следующим образом пояснил Л.Н. свое расхождение с ним по поводу истории гуннов. Поскольку вы считаете, что в первые века нашей эры степь была так сильно обескровлена, мне не совсем ясно, откуда же, по вашему мнению, взялись гунны великого батюшки Аттилы, ведь они с большим треском и блеском действовали уже в первой половине и в середине V века. Примечание. Письмо Савицкого Гумилеву, 1 мая 1957 года. Конец примечания. Жители Лютеции, Парижа, уже хотели бежать из города, страшась орд Аттилы. Он, правда, немного не дошел до Лютеции, но опустошил Страсбург, Шпеер, Вормс и Майнц, осадил Орлеан, то есть, что называется, гулял уже вдоль Луары. Далеко зашел батюшка Аттила, и был он, конечно, пассионарен, а не перегрет. В дальнейшем Л.Н. смягчился и к гуннам, заявив, что гунны – это возвращение молодости хуннов. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 123. Конец примечания. Книга «Хунну» вышла в 1960 году. В ту пору географические сюжеты еще не занимали нашего героя, но позже он добавил очень существенную причину заката империи Хунну. Начиная с I века до нашей эры, пишет Л.Н., в хрониках постоянно отмечаются очень холодные зимы и засухи, выходящие за пределы обычных. Заведенное хуннами земледелие погибло. Во II-III веках нашей эры хунны покидают родину и занимают берега Хуанхэ, Или, Эмбы, Яика и Нижней Волги. Примечание. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва, 1993 год. Страницы 290-307. Конец примечания. III век нашей эры – кульминация процесса усыхания. Это уже серьезное объяснение, добавляющее важный фактор – природный. С первых публикаций книг «Хунну» и «Хунны в Китае» прошло несколько десятков лет. Это первые капитальные труды Л.Н., к тому же писавшиеся поначалу для узкого круга посвященных. Первые работы Л.Н. отчаянно трудны, даже если украшены нарочито публицистическими названиями глав. Они загромождены трудно воспринимаемыми именами, названиями, этнонимами, калейдоскопом дат. Демонстрация огромной и реальной эрудиции. Конечно, Л.Н. был склонен к этому всегда, но получалось это потом удивительно естественно, как и демонстрация его феноменальной памяти на лекциях. Здесь этой естественности нет. В 50-60-х годах Л.Н. только учился писать популярно. Это не давалось сразу. Глава 7, 6. Расправа с новичком. Эпиграфы. В чем назначение совета? В в местных наложениях вето. А если так, то и собрание, согласное занятие бранью? Ефремов. Перед тобою чувствуют они себя маленькими, и их низость тлеет и разгорается против тебя в невидимое мщение. Ницше. Итак, хунну состоялись. Книга вышла, пусть и ничтожным тиражом, но ведь это первенец. Напомню, что список печатных работ Л.Н. насчитывал 6 небольших статей, автору которых было уже 48 лет.
Надо было радоваться книге. И Л.Н. радовался, вряд ли предвидя последующие события. Хотя мог бы, зная нравы наших научных сообществ. Я имею в виду не востоковедов страны или даже города, а так называемые узкие сообщества, малые сектора в академических институтах, китаистов, тибетологов и так далее. Именно они определяли характер дискуссий. Л.Н. должен был знать этот настрой по своей горькой жизни в Институте Востоковедения. Откровений на этот счет немало в его письмах из лагерей 50-х годов. Настроение у меня вообще спокойное, так как я решил, что я умер и нахожусь в чистилище, где не может быть иначе. Воскреснуть что-то не хочется, особенно если вспомнить веселую жизнь в Институте Востоковедения. Здесь тоже много прохвостов, особенно из урок, но там больше. Примечание. Письмо Гумилева Ахматовой. Дата неизвестна. Конец примечания. Но пройти обсуждение было необходимо. А коллеги беспощадны и злы. В самом деле, кто такой Гумилев? Да как он посмел? Да мы ему покажем его законное место. И показали. Хунну вышли в 1960 году, а уже в середине следующего года в академическом журнале «Вестник древней истории» появилась разгромная рецензия Васильева. Резюме было убийственным. Недостатки рецензируемой книги не исчерпываются перечисленными выше. Здесь разобраны лишь наиболее характерные случаи, корни которых кроются в трех основных причинах: в незнакомстве с оригиналами используемых источников, в незнакомстве с современной научной литературой на китайском и японском языках, в некритическом восприятии ряда устаревших концепций, представляющих вчерашний день востоковедческой науки. Примечание. Вестник древней истории, 1961 год, номер 2, страница 124. Конец примечания. Дальше больше. В сентябре 1961 года в Эрмитаже и Ленинградском отделении Института народов Азии Академии наук СССР, благо они на одной набережной, Дворцовой, прошло обсуждение книги Л.Н. и рецензии на нее. Замечания оппонентов, и прежде всего того же Васильева, были таковы. Переводы Бичурина, выполненные 100 лет назад, на которых базируется Л.Н., не всегда отвечают требованиям современной науки. Л.Н. не знает китайского и японского, а многие труды по истории хуннов вышли именно на этих языках. Отсюда море частных и не очень частных ошибок. Датировка начального этапа истории хунну-сюнну у Л.Н. совершенно произвольна. Нет никаких известий о европеидности динлинов, а Л.Н. представляет это не как гипотезу, а как аксиому. Вывод Васильева весьма резкий. Книга Л.Н. – это пересказ общеизвестных переводов, не анализирующая новых материалов, не вводящая в оборот новых оригинальных фактов, не вносит ничего принципиально нового в историографию древней Центральной Азии. Примечание. Вестник древней истории, 1962 год, номер 3, страница 204. Конец примечания. Слава Богу, вел это заседание весьма авторитетный ученый, в ту пору заведующий библиотекой Эрмитажа профессор Матвей Гуковский. Он дал отпор критикам с присущим ему юмором, заметив, что ученые делятся на два типа – мелочеведов, внимательно следящих за мелочами, и синтетиков, строящих целостные концепции. В науке впереди идут именно вторые, а мелочеведы следуют за ними, исправляя их частные ошибки. По мнению Гуковского, рецензия Васильева проникнута враждебным тоном, которого не заслуживает даже плохая книга.
а Гумилев написал хорошую книгу. Также оценил ее директор Эрмитажа профессор Артамонов. Невозможно требовать от одного человека одинаково высокой исторической и филологической подготовки. Спор о праве историка пользоваться имеющимися переводами беспредметен. Конечно, Гумилев вправе был работать с подобными переводами, тем более, что он создавал обобщающий труд, а не частное исследование, устанавливающее определенный факт или поправку к его истолкованию. Примечание. Вестник древней истории, 1962 год, номер 3, страница 205, конец примечания. Старейшина советского востоковедения, академик Струве, отметил, что книгу Л.Н. невозможно вычеркнуть из списка научной литературы. Насчет переводов Бичурина он сказал, что за неимением новых переводов источников по истории Срединной и Центральной Азии нецелесообразно отказываться от работы с этим весьма ценным источником. Примечание. Вестник древней истории, 1962 год, номер 3, страница 205, конец примечания. Кроме всего, были отмечены стиль и значение книги Л.Н. для выхода науки на более широкое поле, а не только для научной элиты. Работа Л.Н. характеризовалась как образец яркого, увлекательного изложения для широкого читателя, что проглядел главный рецензент. Сам Л.Н., отвечая на вывод Васильева о пересказе накопленного наукой материала, бодро отметил, что то же самое можно сказать об истории России Соловьева, истории Рима Момзена и истории Древнего Востока Тураева. Казалось бы, вторжение новичка на поле так называемых хунноведов обошлось еще довольно благополучно. Его не дали разгромить и отлучить. Встреча вроде бы закончилась в ничью. Ничего подобного. Ничья никак не устраивала критиков Л.Н., и в декабре того же года они организуют продолжение дискуссии. Эрмитажное поле уже не устраивало. Обсуждение перенесли в более, так сказать, надежное место, в отделение Института народов Азии Академии наук СССР. Гумилев в то время был болен. Нет автора? Тем лучше. Проведем все без него. Карфаген должен быть разрушен. Естественно, новичок был примерно наказан. Обсуждение в декабре было уже театром одного актера, все того же рецензента, а престарелый академик Струве, достойнейший человек, смело заступившийся за Л.Н. в годы его второй Голгофы, в заключительном слове почему-то защищал уже не автора, а рецензента. Примечание. Вестник древней истории, 1962 год, номер 3, страница 209, конец примечания. Один из парадоксов судьбы Л.Н. в том, что друзья-евразийцы за рубежом были куда оперативнее доморощенных критиков. Они были сверхоперативны, ибо уже в 1960 году, в год выхода Хунну, мэтр исторической науки Вернадский опубликовал в США развернутую рецензию на нее, в которой все было поставлено на место. Вернадский отмечал, что книга Гумилева написана талантливо, что он чувствует и природу, и людей. Очень удачно его описание пустыни, подкрепленное красочными цитатами из сочинений Пржевальского и других русских путешественников. Не забывает Гумилев и значение северных лесов, Таежного моря. Насыщенная фактами разного порядка, военно-политического, социального, культурного и экономического, книга Гумилева по необходимости составлена в сжатом стиле. Тем не менее, его краткие характеристики многих из записываемых им исторических деятелей, а также и социальных сдвигов и человеческих отношений, яркие и вдумчивы. Данные письменных источников, где это возможно, подкрепляются свидетельством археологических раскопок. Рецензент указывал, что Хунну Гумилева
первое звено задуманной им степной трилогии. Примечание. Вернадский. Из древней истории Евразии. Хунну. Новый журнал «Нью-Йорк», 1960 год, номер 62, страницы 282-283. Конец примечания. Надо полагать, что почта, пусть и медленнее, работала и по линии Нью-Хейвен-Прага-Ленинград, и в момент сентябрьской дискуссии 1961 года томик нового журнала лежал в кармане у Л.Н. Был, вероятно, колоссальный соблазн вытащить его и огласить рецензию Метра. Увы, в 1933 году Вернадский опубликовал в Лондоне книгу «Ленин. Красный диктатор». По другим данным, название было более скромное «Заметки о Ленине». Примечание. Мир России Евразии. Антология. Москва. 1995 год. Страница 393. Конец примечания. Надо полагать, что в СССР это запомнили, а Л.Н. понимал, вынимать из кармана не стоит. Глава 7. 7. Древние тюрки и будущее докторское. Эпиграф. В течение 20 лет я не слышал ни одного отзыва на эту книгу. Никакого резонанса. Первые, кто отозвались, были якуты. После этого заинтересовались казахи. Но они мне сказали, что впервые, когда вышла эта книга, они не поверили, что где-то в Москве или Ленинграде о казахах или тюрках могут писать добродушно. Гумилев. Еще до всех коллизий с обсуждением-осуждением Л.Н. писал Савицкому: «Тюрки вдвое толще хуннов, хотя период, охваченный исследованиями, вдвое меньше. Я тюрок люблю больше, потому что в VI-VIII веках гораздо живее можно представить людей и события. Со многими ханами и полководцами я смог познакомиться, как будто они не истлели в огне погребальных костров 1300 лет назад. Тут я смог применить свое знание тюркского и персидского языков». Примечание. Письмо Гумилева Савицкому. 19 апреля 1961 года. Конец примечания. В этом же письме Л.Н. говорит о решительном моменте жизни, о намерении представить на предварительное обсуждение в Эрмитаже докторскую диссертацию «Древние тюрки». В случае благоприятного исхода Л.Н. планировал обсудить свой труд в Институте Востоковедения, а потом в университете. Когда началась работа над диссертацией? В предисловии сам Л.Н. называет 5 декабря 1935 года. Это было время после Манычской археологической экспедиции. Примечание. Гумилев. Древние тюрки. Москва. 1993 год. Страница 3. Конец примечания. В том же предисловии он благодарит друзей, отмеривших вместе заключение в лагерях Норильска и Караганды. Оттуда, из неволи, Л.Н. многократно просил матушку достать ему книгу Грунга Жемаева «Западная Монголия и Уренхайский край». Этот труд был ему, по-видимому, крайне нужен для развития своих мыслей. В январе 1953 года из Омска Л.Н. пишет матушке: «Книгу Грунга Жемаева можно достать лишь в географическом обществе. Зайти в библиотеку и спросить там о способе приобретения. Меня это чтение очень утешило бы». В августе 1954 года та же просьба. «Если бы у меня была эта книга, то на 3 года чтения хватит». Примечание. Письма Гумилева-Ахматовой от 28 января 1953 года и августа 1954 года. Конец примечания. Анна Андреевна почему-то не сумела это сделать,
хотя на складе географического общества эта книга Грунг-Джемайла хранилась и в 1997 году. В январе 1955 года, после двухлетнего ожидания, птица, варбанец, прислала Л.Н. долгожданную книгу. «Теперь мне хватит материала для чтения и занятий на полгода», писал Гумилев. Примечание. Письмо Гумилева-Ахматовой от 9 января 1955 года. Конец примечания. Впоследствии об авторе этой книги сам Л.Н. говорил: «На всю жизнь сохраню память о тех, кто помог мне выполнить эту работу и кого уже давно нет среди нас, о моем замечательном предшественнике, моем друге Грунг-Джемайло, прославившем историю народов Центральной Азии и умершем в ожидании признания». Примечание. Гумилев. Древние тюрки. Москва, 1993 год, страница 3. Конец примечания. Когда Л.Н. защитил своих тюрок, то одно из первых поздравлений пришло от Грунг-Джемайло, сына ученого, теснейшим образом, как и отец, связанного с русским географическим обществом. Примечание. А.Г. Грунг-Джемайло, 1894-1966 годы. Был членом Русского географического общества с 1927 года. В 1934-1941 годах и 1946-1951 годах заведовал библиотекой РГО. Во время войны был в армии, позже работал в Москве в издательстве АН СССР. Конец примечания. Думается, что это письмо было особенно радостно для Л.Н. Исследователей проблемы и у нас, и за границей, в том числе очень именитых, было немало. Это и академик Бартольд, и французский классик востоковедения Шаван, и немецкие ученые. Но сам Л.Н. все-таки особо выделял Грунг-Джемайло. Дело, по-видимому, в том, что русский исследователь взглянул на историю глазами географа, то есть как бы показал Л.Н. верный путь. Примечание. Гумилев. Древние тюрки. Москва, 1993 год, страница 95. Конец примечания. Задачу своей книги Л.Н. сформулировал так: почему тюрки возникли и почему исчезли, оставив свое имя в наследство многим народам, которые отнюдь не являются их потомками? Примечание. Гумилев. Древние тюрки. Москва, 1993 год, страница 4. Конец примечания. Эта задача превосходила то, что сделал Л.Н. в Хунну, поскольку по масштабам тюркский каганат, вечный Эль, далеко превосходил Хунскую империю. Достаточно взгляда на карту номер 1 и сопоставить ее с картой номер 2, чтобы понять, императивом здесь становится геополитический подход. В конце VI века, когда границы каганата на западе сомкнулись с Византией, на юге с Персией и даже Индией, на востоке с Китаем, возникла принципиально иная, чем когда бы то ни было раньше, ситуация. Средиземноморские и дальневосточные культуры впервые встретились. Тюрки стали посредниками в связях Запад-Восток. Примечание. Гумилев. Древние тюрки. Москва. 1993 год. Страница 5. Конец примечания. Во введении к своей книге типичный естественник Л.Н. вдруг заявил, что важнее всего социальная и политическая история этих стран. Каганат, Китай, Иран. То есть, опять же, как и в Хунну, он выступает обществоведом, тонким и знающим. Родилось это давно, поскольку кандидатскую Л.Н. защищал еще в 1948 году, в просвете между отсидками, а называлась она «Политическая история первого тюркского каганата в 546-6
657 годах. Я видел отзыв профессора Петрушевского о допуске к защите, подписанный еще в 1947 году, когда на истфаке шла игра, то ли допускать, то ли не допускать. Два авторитетных ученых, член-корреспондент Академии наук СССР Якубовский и профессор Артамонов дали блестящие отзывы на книгу Л.Н. того же названия, но она так и не вышла тогда по независящим ни от автора, ни от рецензентов причинам. Между тем Якубовский писал, что это ценнейший материал по истории первого тюркского каганата, чего нет ни в советской, ни в зарубежной литературе. Кроме того, он обращал внимание на четкий анализ политической обстановки в то далекое от нас столетие. Для Л.Н. характерно, что когда он занимался конкретикой, отпадали любые теоретические загибы, которые могли бы стать мишенью оппонентов. Понятно, что тюрки – звено этногенеза, этап тех этнических процессов, которые шли в Великой Степи, но изучать их без политической истории оказалось нельзя. Сначала перед Л.Н. возникли два естественных вопроса: кто такие тюрки и что такое вечный Эль? Согласно красивой легенде тюрков, их праматерью была волчица, а праотцом стал мальчик из племени, истребленного врагами. Волчица спасла ребенка, выкормила его, унесла в горы восточного Тянь-Шаня и спрятала в пещере. Там впоследствии она родила 10 сыновей, отцом которых был сын человеческий. Когда сыновья волчицы вышли из пещеры, они женились на женщинах ближнего к их горам Турфанского оазиса. Один из внуков волчицы получил имя Ашины. Примечание. Панорама Форум, 1997 год, номер 1, страница 120. Конец примечания. Народ Ашины и был предками этноса тюрок. Гумилев считал, что этот этноним не следует путать с современным лингвистическим значением этого слова. В XIX веке их называли по-китайски ту-кю, а по-монгольски тюркют. Примечание. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва, 1993 год, страница 107. Конец примечания. Теперь попытаемся вместе с Л.Н. ответить на вопрос, что такое тюркский Великий Эль. Создание великой державы рода Ашина шло как блицкриг VI века, завершившийся в очень короткий период с 545 по 581 годы. В 545 году сын Ашины Бумын-Каган подчинил телеутов, ранее уничтоживших хунское царство в Семиречье. Тогда же, в год быка, то есть 545 от Рождества Христова, китайское посольство прибыло в его ставку. Это было признанием одной из крупнейших держав того времени и, современно выражаясь, подняло международный статус державы Ашины. В 552 году Бумын покорил бывших сюзеренов, свирепых жужаний, а в 555 году тюркюты дошли до Западного моря, то есть до Арала. Теперь граница прошла севернее Ташкента, до низовьев Амударьи и южного берега Арала. За 1,5 года тюркюты подчинили Центральный Казахстан, Семиречье и Хорезм. В 558 году они вышли к Волге, гоня перед собой тех, кто отказывался покориться. Примечание. Гумилев. Древние тюрки. Москва. 1993 год. Страница 35. Конец примечания. В 565 году они покорили эфталитов и объединили Степь и Согдиану. В 576 году вышли к Боспору Киммерийскому, Керченскому проливу, обеспечив себе опорный пункт в Крыму,
а ставка тюркского военачальника Тьма-Тархана была организована на Таманском полуострове. Отсюда и название Тьму-Таракань. Примечание. Вернадский, Древняя Русь. Тверь, Москва, 1996 год. Страница 377. В 579 году они вторглись в Китай. Под их контролем оказалась огромная империя, первый тюркский каганат. Они контролировали и Великий Шелковый путь, по которому шла торговля между Китаем и Византией. В своей кандидатской диссертации Элен называл 580 год кульминационным пунктом могущества тюркского каганата. В это время он простирался от Маньчжурии на востоке до Боспора Киммерийского на западе, от верховьев Енисея до верховьев Амударьи. Тюркские каганы стали создателями Первой Евразийской империи, политический опыт которой в еще больших масштабах был повторен в VIII веке монголами, а в XVIII-XIX веках Российской империей, пишет известный петербургский востоковед Сергей Кляшторный. Примечание. Кляшторный. Формирование древнетюркской государственности от племенного союза до первого тюркского каганата. Панорама Форум, 1997 год, номер 1, страницы 121-122. Конец примечания. Каганат стал огромной колониальной империей. Как удавалось держать в покорности из одного центра, да еще не оседлого, нестабильного, степного, самые разные народы империи? Элен считает, что это было реально сделать лишь при наличии жесткой социальной системы. Тюркюты ее создали и назвали Эль. Примечание. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва, 1993 год, страница 108. Конец примечания. Здесь, как и при анализе подъема хуннов, Л.Н. начинает не со спорных проблем этногенеза, а с социальных моментов, с социально-политической системы. В центре ее орда, ставка хана с воинами, их женами, детьми и слугами. Вельможи имеют свои орды с офицерами и солдатами. Вместе они составляют этнос Кара-Будун, тюркские беки и народ, почти как в Риме сенат и народ римский. Еще более, чем материальная культура, исследователя поражают сложные социальные институты, удельно-лествичная система, иерархии чинов, воинская дисциплина, дипломатия, четко отработанное мировоззрение, противопоставленное идеологическим системам соседних стран. Примечание. Гумилев. Древние тюрки. Москва, 1993 год. Страница 5. Конец примечания. Честный ученый пересматривает свои позиции, если они противоречат новым открытиям, новым работам коллег. Вспомним, как громил Л.Н. гуннов, любя и превознося хуннов, но это было в 60-х годах. А в 90-х он писал, что идейное единство хуннов и гуннов сохранилось. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 145. Конец примечания. Развивая эту мысль, он утверждал, что объединение Орды Ашина с племенами хуннов усложнило этносистему и сделало ее способной к сопротивлению, а потом и к завоеваниям. Пребывание этноса в привычном ландшафте повело к восстановлению кочевого хозяйства и развитию оригинальной культуры. Блестящая переводная и оригинальная древнетюркская литература возникла не позднее конца VI века, а вместе с ней сложился общетюркский литературный язык, началось освоение достижений культур Дальнего и Ближнего Востока. Можно утверждать, что в результате культурного прорыва
конца VI века началось формирование древнетюркской цивилизации. Примечание. Панорама Форум, 1997 год, номер 1, страница 123, конец примечания. Необходимо заметить, что, согласно точке зрения ЛН, тюркский период был продолжением хунского, хотя социальные формы изменились. Вместо родовой державы возникла орда, но сменившие тюркютов уйгуры вернулись к родоплеменной системе, так что, очевидно, обе формы сосуществовали, образуя Эль. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991 год. Страница 145. Конец примечания. Этой мысли придерживался и Грум Гржимаэло, писавший, что первыми тюрками, с которыми нас знакомит история Срединной Азии, были хунны. Примечание. Грум Гржимаэло. Западная Монголия. Ленинград, 1926 год, страница 79. Конец примечания. В пору своего расцвета каганат был сильнее раздробленного Китая. Китая двух царств, Бэйчжоу и Бэйцзи, платившего за военную помощь и даже за нейтралитет. Тюртюкский хан мог позволить себе такое высказывание: «Только бы на юге два мальчика, Джоу и Ци, были покорны нам, тогда не нужно бояться бедности». Шелк шел в Византию. Торговый путь проходил через Иран, наживавшийся за счет таможенных пошлин с караванов. Но хан не хотел пропускать их слишком много, дабы не наращивать потенциал соперника Византии. Все это вело к войнам каганата с Ираном, в которых тюркюты использовали изобилие железа и создали латную конницу, не уступавшую персидской. Однако каганат истощал силы в этой борьбе, тем более что геополитическая картина была еще сложнее. Враги были не только на западе, Иран, но не исчезли они и на востоке, Китай. Соотношение сил было стабильным, пока не сказал своего слова обновленный Китай, объединившийся в 581 году. Л.Н. пишет, что ситуация изменилась в начале VII века, когда снова в историю вмешалась природа и произошел раскол каганата на восточный и западный, два разных государства и этноса, у которых общей была только династия Ашина. Примечание. Гумилев из «Истории Евразии». Москва. Искусство, 1993 год. Страница 57. Конец примечания. Природное воздействие Л.Н. объяснял так. Восточный каганат – это Монголия. Там муссоны, там летнее увлажнение стимулировало круглогодичное кочевание. Это приводит к социальным последствиям. Пастухи постоянно общаются друг с другом. Навыки общения и угроза Китая сплачивали народ вокруг Орды и хана. Другое дело западный каганат, расположенный в предгорьях Тарабгатая и Тяньшаня. Увлажнение там зимнее, надо запасать сено для скота. Поэтому летом скот и молодежь уходили на Джейляу, горное пастбище, а пожилые работали около зимовий. Вместо Эля там сложилась конфедерация племен. 10 вождей получили по стреле-символу, поэтому их этнос называли еще десятистрелочные тюрки. Ханы Ашина вскоре потеряли значение и престиж, так как их собственная дружина была малочисленной, и вся политика определялась вождями племен. Китай был далеко, Иран слаб, караванный путь обогащал тюркютскую знать, представители которой могли воевать друг с другом, что и ослабляло западный каганат. Примечание. Гумилев из «Истории Евразии». Москва. Искусство, 1993 год. Страница 57.
Кажется, что это недостаточно удовлетворительное объяснение, да и сам Л.Н. позже опровергал его. В работе «Из истории Евразии» Гумилев указывал, что в начале VII века как бы восстановилась коллизия Хань и Хунну, но перевернутая на 180 градусов. Разница была еще и в том, что молодая империя Суй, находившаяся в фазе подъема, была сильнее, богаче и многолюднее Каганата, уже вступившего в инерционную фазу. Примечание. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва. 1993 год. Страница 111. Конец примечания. Падение западного Каганата произошло в 661 году. Восточный пал в 741. На месте западного Каганата образовалась китайская провинция Западный край, восточного уйгурский Каганат. Но дело было не только в фазах этногенеза или природе. Корни слабости тюркютов были и внутри Каганата. Л.Н., споря с другими историками по поводу термина «эль», вышел на такую формулу. Называть группу завоеванных племен союзом, скорее всего, неправильно. Согласно Л.Н., эль был формой сосуществования орды и племен, хотя эта взаимосвязь должна была осуществляться мирно, но практически она была так тяжела для обеих сторон. Поэтому эль сразу же стал очень нестойкой формой. Покоренные страдали и старались при удобном случае отложиться, но и в самой орде было немногим лучше. Примечание. Мир Льва Гумилева. Арабеские истории. Москва, 1994 год. Страницы 292-293. Конец примечания. При этом налоговое обложение покоренного тюркютами народа было значительно сильнее персидского. Отсюда становится понятным, почему в тюркской державе центробежные силы никогда не угасали. Примечание. Мир Льва Гумилева. Арабеские истории. Москва, 1994 год, страница 157. Конец примечания. Однако имя тюрки не исчезло. Оно распространилось на пол Азии. Как полагал Н.Н., арабы стали называть тюрками всех воинственных кочевников к северу от Согдианы. Позже термин еще раз трансформировался и стал названием языковой семьи. Так сделались тюрками многие народы, никогда не входившие в Великий Каганат VI-VII веков. Некоторые из них были даже не монголоиды, как, например, туркмены, аланы, азербайджанцы. Другие были злейшими врагами Каганата. Курыканы, предки якутов, кыргызы, предки хакасов. Третьи сложились раньше, чем сами древние тюрки, например, балкарцы и чуваши. Примечание. Гумилев. Древние тюрки. Москва. 1993 год. Страница 6. Конец примечания. Профессор Артамонов в далекие 40-е годы, после защиты Л.Н. кандидатской, писал, что Гумилеву удалось убедительно показать, что потомки древних тюрок, Тукью, вплоть до настоящего времени, обитают в Южном Алтае, Телесы-Теленгиты. Примечание. Из рецензии на рукопись книги Гумилева «Политическая история первого тюркского каганата». Конец примечания. Уже отсюда видно, что история древних тюрок имеет прямое отношение к острым национальным вопросам современной России и СНГ. Л.Н. посвятил свою книгу «Нашим братьям тюркским народам Советского Союза». Такой страны, увы, уже нет. Но 1 октября 1997 года
в 85-летний юбилей ЛН на доме номер 1 по Коломенской улице от Республики Татарстан была установлена мемориальная доска, на которой начертано: «Здесь жил и работал с 1990 по 1992 год выдающийся историк и тюрколог Лев Николаевич Гумилев». В 1997 году отмечалось 1450-летие первого тюркского каганата, и это вызвало очень разные комментарии и оценки. Писали о том, что это организовано пантюркскими силами. Примечание. Нарочницкая. Борьба за поствизантийское пространство. Наш современник. 1997 год. Номер 4. Страница 239. Конец примечания. Писали и совсем по-другому, связывая эту дату с историей России, что, на мой взгляд, вполне обоснованно. В самом деле, если справедлив тезис о частичном восприятии России тюрко-монгольского государственного наследия, то история объединения Евразии насчитывает как раз 1450 лет. Примечание. Кляшторный. Формирование древнетюркской государственности от племенного союза до первого тюркского каганата. Панорама форум, 1997 год, номер 1, страница 123. Конец примечания. Мне кажется, надо различать законное право людей и этносов чтить свою историю, отмечать ее даты. Сейчас республиками тюркских народов в Российской Федерации являются Алтай, Татарстан, Башкортостан, Саха, Якутия, Тува, Хакасия, Чувашия, Чаваш-республика, а еще в двух Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесской республике тюркская нация является титульной, наряду с другим народом. В Дагестане существуют две тюркские нации – нагайцы и кумыки. Мне кажется символичным, что в концепции госпрограммы Российской Федерации «Возрождение и развитие тюркских народов России» много гумилевского. Конечно, это слишком серьезная тема, чтобы ее разбирать вскользь. Приведу лишь одну мысль, содержащуюся в проекте концепции о том, что тюрки выжили, сохранились как этносы из-за исключительной прочности, живучести такой биосоциальной общности, как этнос, о могучем биогенетическом фонде и социофонде тюркских народов. Примечание. Концепция госпрограммы Российской Федерации «Возрождение и развитие тюркских народов России». Москва, Уфа, 1994 год. Страница 27. Конец примечания. Все это особенно актуально в пору ослабления России, давления на нее с Запада. С 1996 года на бывшего президента Монголии Очирбата регулярно, так сказать, выходили представители США и Японии. Спекулируя на заявлениях некоторых демократов, они предсказывали уход Москвы с территории к югу и востоку от Байкала и образование так называемого геополитического вакуума. С американской и японской точки зрения, заполнение этого вакуума Китаем неприемлемо. Следовательно, надо расхватывать то, что якобы плохо лежит. Так Монголия, например, присоединит к себе Бурятию, Агинский и Усть-Ордынский автономные округа и часть Иркутской области. Для наглядности монголам была даже представлена карта будущего устройства Восточной Сибири и Дальнего Востока. Предусматривалось, что Горный Алтай и Тува, независимые, так сказать, от России, продолжат тюркский пояс от Стамбула, Анкары, через Нахичевань, Баку, Ашхабад, Ташкент, Бишкек и Алма-Ату, далее на восток вплоть до Якутска. Хорошо бы, согласно намерениям авторов плана, включить сюда и китайский Синьцзян. Под особыми номерами шли независимая Якутия, расширенная Монголия,
а уж Дальний Восток могли бы разделить США и Япония. Примечание. Правда. 29-30 мая 1997 года. Конец примечания. Что это? Популистский, так сказать, геополитический бред? Не совсем. Ибо подобные карты раздела Востока России фигурировали и в солидных американских изданиях. Только наука, подлинная наука, может и должна, и при этом как можно оперативнее, дать конструктивное решение подлинного развития тюркских народов России, отметая всякого рода химеры об едином тюркском языке, едином государстве и так далее. Все эти лозунги, как говорится в упомянутом проекте, являются нереальными. Примечание. Концепция госпрограммы Российской Федерации «Возрождение и развитие тюркских народов России». Москва, Уфа, 1994 год. Страница 38. Конец примечания. Глава 7. 8. ЛН ведет криминалистическое расследование. Эпиграф. В археологии вдруг вошли в моду доисторические эпохи. До той поры почти все находки принадлежали тем или иным периодам истории, а теперь все помешались на доисторических цивилизациях. Агата Кристи. История середины XIII века напоминает своей загадочностью криминальный роман, как-то заметил Л.Н. Примечание. Гумилев. Из истории Евразии. Москва, 1993 год, страница 71. Конец примечания. Это в полной мере относилось к его работе над древними тюрками. Книга Л.Н. вышла в 1967 году, то есть через 8-9 лет после окончания основной работы над ней и через 5 лет после защиты докторской диссертации. Сам Л.Н. рассказывал потом, что шел дикий нажим на книгу, торможение, так сказать, ее выхода. Чтобы не дать ему выйти на защиту докторской, тираж был небольшой, 4800, но книгу раскупили молниеносно. В 1993 году некое товарищество Калышников, Комаров и Ко выпустило книгу Л.Н. огромным тиражом, 200 тысяч экземпляров. Однако он быстро разошелся, работал, так сказать, уже имидж автора. Плюсы и минусы гумилевской книги, как уже говорилось, связаны с раздвоенностью, так сказать, ее назначения. То ли это слегка беллетризированная диссертация, то ли высоконаучная и все-таки с претензией на популярность книга. Она поразительно информативна. Думается, что Л.Н. прочитал все, что на сей счет написано по-русски, да и иностранных источников больше сотни. Добавим к этому синхронистическую таблицу, где все расписано по годам, а также ономастическую таблицу, которую сделал старый знакомый соавтор Л.Н., православный кореец Хван. Это не книга, а океан информации. Здесь надо оценить гигантскую работу Л.Н., так сказать, за кадром. Слова недругов и завистников об историке-беллетристе потеряют всякий смысл для любого, кто хотя бы пролистает древних тюрок. Друзья отмечали, что Л.Н. любит перепроверять факты. Это верно, но стоит отметить, что он иногда и сам устанавливал новые факты. За кадром остается вся черновая работа, иногда подлинно криминалистический поиск. Работа, видимая только в его статьях, вышедших до появления книги. Как камни, они ложатся потом в фундамент здания книги, а кровля, венчающая полувековую работу, сама книга. Примечание. Гумилев. Из истории Евразии. Москва, 1993 год, страница 19. Конец примечания.
Традиционные источники были в основном трех родов: китайские, персидские и, собственно, тюркские. Сопоставлять их было отчаянно трудно. Каждый давал географические названия и имена героев истории по-своему. Еще у Грум-Гржимайло шла расшифровка названий хорошо известных нам рек. Например, то, что в китайской транскрипции звучит как Абу, есть, вероятно, река Абакан, река Гань или Кань, Енисей. Под рекой Чу-Си должно, по-видимому, понимать реку Чу, Чуя у русских, приток Катуни и так далее. Примечание. Гумилев. Великая распря в первом тюркском каганате в свете византийских источников. Византийский временник, том 20, Москва, 1961 год. Конец примечания. Грум-Гржимайло приводил удивительный пример путаницы с именами, причем отнюдь не со второстепенными. Видные русские историки Бартольд, Радлов и Мелиоранский, независимо друг от друга, грубо ошибались, считая, что Бумын-хан и Истеми одно и то же лицо, хотя первый возглавлял восточный, а второй западный каганат. Примечание. Грум-Гжимайло, Западная Монголия, Ленинград, 1926 год, страница 209, конец примечания. Много названий было расшифровано еще в 20-е годы. В начале 20 века немецкий историк Маркварт доказал, что непонятная дотоле страна Талгаст есть просто Северный Китай. Но и до 60-х годов было неясно, что имелось в виду под термином «колх», хотя этот народ в древности назывался Лазы, а страна в устье Риона – Лазика, частью ее была Абхазия. В двух статьях Л.Н. сам занялся расшифровкой названий и имен, под которыми скрыты главные актеры драмы, разыгравшейся в VI веке в Каганате. Примечание. Гумилев. Великая распря в первом тюркском каганате в свете византийских источников. Византийский временник, том 20, Москва, 1961 год. Конец примечания. Поиск свой он изложил в виде спора с другими исследователями, но всегда уважительно к ним и даже оправдывая их ошибки. В одной из упомянутых статей он приводит генеалогическую таблицу рода Ашины, добавляя, что ее создание – трудное дело. Трудное потому, что обозначенные там персонажи имели не одно имя, а по 3 и даже по 4. Первое – личное имя, которое не всегда известно. Второе – княжеский титул. Третье – ханский титул. Четвертое – иногда еще и прозвище. Примечание. Гумилев. Биография тюркского хана в истории Феофилакта Симокатты. И в действительности. Византийский временник. Том 26, 1965 год. Страница 68. Конец примечания. Поскольку наряду с китайским произношением имен обнаружены и тюркские имена, в персидских и греческих текстах основную часть имен составляют именно они, то каждый персонаж может носить до 16 имен. Попробуй тут разберись. Л.Н. разбирался методично и основательно, чтобы не заблудиться в лабиринте имен и титулов. Гумилев составил оригинальнейшую таблицу, которую назвал «Разногласия исследователей». В одной колонке имена и титулы по Фирдоуси, во второй по французу Шаванну, в третьей согласно советскому историку Мандельштаму и, наконец, в четвертой дана интерпретация самого Л.Н. Однако неясны были не только названия и имена. Спорными и непроясненными оставались и некоторые ключевые вопросы истории тюркютов, в частности, причины распада каганата на западный и восточный.
Замечу, что здесь и Л.Н. отчасти противоречил сам себе. В появившейся после его смерти в 1993 году так называемой «выжимке по истории Евразии» он изложил привычное объяснение «вмешалась природа». Примечание. Гумилев из «Истории Евразии», Москва, 1993 год. Конец примечания. Но в жизни все сложнее, и такая формула сильно упрощала дело. Более того, она зачеркивала сделанное ранее самим Л.Н. Одна из его статей 60-х годов была посвящена источнику, освещавшему наиболее темную страницу истории первого каганата. Речь идет о самом раннем произведении тюркской литературы, дошедшему до нас пусть не в подлиннике и не полностью, в истории Феофилакта Симокатты. Примечание. Гумилев. Биография тюркского хана в истории Феофилакта Симокатты и в действительности. Византийский временник. Том 26, 1965 год. Конец примечания. Автор истории – египетский грек, живший в период правления Византии Ираклия, 610-641 годы нашей эры. По характеристике Вернадского – добросовестный ученый, но немного слабее подготовленный как историк, чаще, чем следовало, неверно оценивающий значимость описываемых событий, а временами тонущий в незначительных подробностях. Примечание. Вернадский. Древняя Русь. Тверь, Москва. 1996 год. Страница 191. Конец примечания. Однако минусы истории были не так уж значимы для Л.Н. Каган, имени которого Л.Н. поначалу не раскрывает, рассказывал византийскому императору в своих письмах о победах над неизвестными нам племенами абдегов и абаров. В одной из этих битв на Кавказе было якобы убито 300 тысяч врагов. Л.Н. предположил, что это похоже на убийство пленных, которых отступающая армия не смогла увести с собой. Но это не главный сюжет, так сказать, расследования Л.Н. После Крымской и Кавказской кампаний, успешных лишь поначалу, началась междоусобная война тюркютов, Великая распря 581-593 годов. На основе анализа текста и его сопоставления с работами предшественников, Л.Н. отвечает на ключевые вопросы: кто, где, когда. Письма в тексте истории Феофилакта Симокатты являются здесь ценнейшим источником. Был ли их автор великим Каганом? Нет. Вслед за Шаваном отмечает Л.Н., потому что он сам в письмах к императору упоминал имена 3 других великих Каганов. На основе большой работы Л.Н. было установлено, что анонимный автор письма Дянчу Дату хан, по-китайски, по-тюркски Карачурин, по-персидски Караджурин, что переводится как «черная напасть», он действительно победил аборигенов Памира, эфталитов. Примечание. Эфталиты – немногочисленный, но воинственный народ, как характеризует их Л.Н. Конец примечания. Но тюркютам досталось лишь Согдиана. Собственные же земли эфталитов еще раньше отошли к Ирану. Дянчу Дату хан подчинил себе Южную Джунгарию, где и основал свое княжество. В 576 году, после смерти его отца Истеми хана, он унаследовал верховную власть на западе и титул Тардуш-хана. В 582-583 годах тюркюты пытались проникнуть в Византию через Кавказ, но были отбиты. Сам Тардуш-хан не участвовал в Крымской и Кавказской кампаниях. Он был занят на востоке войной с Китаем. Л.Н. считал, что рассказ о победах тюркютов над византийцами в письме, адресованном императору Маврикию, естественно, опущен. Акцент перенесен на лазов,
колхов, хотя и бывших подданных Восточно-Римской империи, но сохранивших во II веке автономию. Примечание. Гумилев. Биография тюркского хана. Страницы 71-72. Конец примечания. Именно там было уничтожено 300 тысяч врагов, а трупы их будто бы лежали вдоль дороги длиной около 160 километров. Но не эти, столь любимые тюркютскими авторами сюжеты биографии каганов и блестящие перечни их побед над врагами привлекали внимание Л.Н. и стали главным объектом, так сказать, расследования. Для него самым существенным эпизодом была гражданская война, ее истоки, запутанные интриги внутри каганата. Источник очень туманно говорил о междоусобной войне, о неком человеке по имени Турум, по роду близкому к Кагану, который попытался совершить государственный переворот, проходивший поначалу успешно. Примечание. Гумилев. Биография тюркского хана. Страница 68. Конец примечания. Тогда автор письма к императору Маврикию, теперь мы знаем, что это Тардуш-хан, обратился за помощью к 3 великим каганам. Их имена были непонятны. Например, одно из них означало в переводе «могучий». Упомянутые анонимные, до расшифровки их Львом Николаевичем, ханы, помогли, и путчист был жестоко наказан. В Бухаре, Пайкенде, его резиденции, он был опущен в мешок с красными пчелами, отчего он и умер. Л.Н. исследовал все эти сюжеты с позиции исторической критики и сделал важное уточнение. Выяснилось, что в междоусобной борьбе сам Тардуш-хан был подстрекателем, движимым ненавистью к великому хану Шаболио. Л.Н. удалось установить имена 3 ханов, пришедших на помощь Тардуш-хану, а также основные линии интриги, приведшие к междоусобным войнам. Мятеж был подготовлен в 587 году, но война между западными и восточными тюркютами затянулась до 593 года. Почему? Л.Н. находит ответ. Это было связано с походом одного из 3 ханов на запад уже против Тардуш-хана. Этот эпизод опущен в письме по простой причине. Оно писалось в 596 или 597 году, когда западные и восточные тюркюты уже заключили мир между собой и дорожили им. Однако остался главный вопрос. Почему и когда каганат распался на западный и восточный? Согласно мнению Л.Н., не было никаких экономических, политических, идеологических и социальных причин, которые стимулировали бы вражду между 2 частями одного племени. Напротив, единство обеспечивало им господствующее положение и процветание. А между тем вражда и чрезвычайно жестокая, пишет Гумилев, разорвала каганат на 2 части. Возникла она в начале VII века. Примечание. Гумилев. Биография тюркского хана. Страница 75. Конец примечания. Опасностью для тех и других был усилившийся Китай, династия Сунь. Это отлично понимал великий хан, казнивший за связь с Китаем своего брата. Это понимал и Тардуш-хан, поддержавший китайских эмигрантов. Но исключение составил Толис-хан, правитель восточного крыла державы. Междоусобные споры тюркютов искусно разжигались извне, в результате чего возникла своего рода прокитайская партия внутри каганата. Грум-Гджимайло приводит обращение Бильге-хана к народу. Только тогда, когда в Утуканской черни находится турецкий каган, не зараженный китайским образованием, но имеющий истинную мудрость, народ может считать себя обеспеченным. Примечание. Утуканский чернь.
северные склоны Хангая к западу от реки Орхон. В знаменитых орхонских надписях эта горная страна выставляется центром турецкого ханства и резиденцией хана турок. Грум-Гржимайло. Конец примечания. Китайцы, снабжающие нас золотом, серебром, редкими напитками и шелком, и ведущие обыкновенно сладкие речи, одаряют предметами, приучающими нас к роскоши. Этим они привлекают к себе даже самые отдаленные народы. Усвоившие, однако, их культуру, обыкновенно гибнут, ибо только твердые характером, мудрые люди в состоянии противостоять соблазну. Остальные же навсегда порывают с родиной. Не устоял и ты, турецкий народ. Ты дал себя прельстить сладкими речами и богатыми дарами и жестоко поплатился за это. Ты внял уговором. Кто живет далеко, тот получает плохие дары, кто живет близко, тот получает хорошие дары, и переселился на китайские земли, послужившие могилой столь многим. Внемли же мне, турецкий народ. Только в утуканской стране, где нет богатств, но нет и китайской опеки, ты можешь сохранить самостоятельность. Примечание. Грум-Гжимайло, Западная Монголия, Ленинград, 1926 год, страница 218. Конец примечания. Пассионарным был Бильге-хан. Не правда ли? Весь приведенный отрывок звучит весьма современно. Заканчивая рассказ об этом отрезке истории, следует заметить, что дальнейшие события развивались так. В 598 году вспыхнула война, и ставка Толис-хана была разгромлена, а сам он бежал. Но это не было победой единства, а лишь видимостью победы. Предшественники ЛН по-разному обозначали дату распада каганата. Кто-то в 50-х, кто-то в 70-х или 80-х годах VI века, а ЛН останавливается на другой и вполне точной дате 603-604 года. В 600 году великий хан Юнюлю был убит в своем шатре, и на его место сел знакомый нам теперь Тардуш-хан. Но народ восточной половины каганата не пошел за ним. Вот оно, воздействие Срединной империи. Хан остался с верной ему дружиной, но не смог пробиться в родное кочевье. В 604 году его отряд был истреблен тибетцами. Такое быстрое падение турецкой державы, по словам Грум-Гжимайло, было вызвано не силой китайского оружия, а возникшими в государстве междоусобицами. Примечание. Грум-Гжимайло, Западная Монголия, Ленинград, 1926 год, страница 225, конец примечания. После этого мир между восточными и западными тюркютами был уже немыслим, и это стало подлинным разделением каганата. Вернемся в тяжелое для нашего героя время, в 1955 год. ЛН в Омском лагере, уже имея необходимую ему книгу, пишет Анне Андреевне: «Если удастся закончить и привести все в систему, будет гораздо лучше, чем моя кандидатская». Получив Грум-Гжимайло, со страхом открыл его, желая узнать, в чем я напортачил, и вдруг увидел, что я переплюнул его самого. Но ЛН сразу оговаривается: «Прости, расхвастался». Примечание. Письмо Гумилева Ахматовой. 5 февраля 1955 года. Конец примечания. Думается, что нет, не расхвастался, ибо гумилевский детектив осветил период Великой Распри гораздо глубже, чем это сделано классиком. Почему-то Григорий Ефимович не обратил внимания на такой источник, как «История Феофилакта Симокатты», и не знал, кто такой Тардуш-хан. Криминалистическое расследование ЛН подготовило его большой криминалистический поиск в 70-х годах.